Так? Конечно, Украина Ну, была... Украина а почему строила- финны, когда зашли в НАТО, вы ничего не сделали при войне? Вы Потому отсосали. что у финнов нету... Потому что вы Потому что сосете. один раз уже получили от У финнов. финнов Да, нету инфраструктуры. Да потому что вы советской. хряпнете по полной программе. Нет. Вы думали, что там... Я тебе объясню. Давай Украине по нету населения. Давай по чесноку говорить. Давай по чесноку говорить. Потому что вы знали, что Украина нету армии. За 3 дня, как вы кричали, нападете. В Украине вам там была напихали. миллионная армия. Что ты говоришь, Бабай? Ну, ты ездил долбоеб. Вот ты ездил, потому что там... Ну как Вы нету в думали, Украине вы армии, думали... если в Украине была миллионная армия? Какая-то миллионная армия. Что ты болтаешь, бля? У вас нет миллиона армии. Ты говоришь, у них миллион армия. Секунду, мне В звонит. Украине было производство танков. Хальчук. Украину накачали западным оружием. Украину сделали тираном против России. То есть ее используют как территорию, с которой ведутся боевые действия с Россией. Использует НАТО. И что, по-твоему, Украина каким боком угрожала? Но Украина готовилась напасть на Крым, когда в феврале Россия начала спецоперацию. Какой Крым? Вообще до 2014 года ты вообще о Крыме не знал. Крым это была украинская территория. Я вот в 2003 году ездил Ни туда, один, в Крым. ни один человек в Крыму не разговаривал на украинском языке. Это было... И это, да без разницы, разговаривал или нет. Я ездил в Украину, в Крым в 2003 году. Никакой вообще духа там российского не было. Часто Там ты нужно слышал было там- заполнить. Там нужно было заполнять Хорошо. вот эту вот Как часто ты декларацию, в Крыму зачем слышал ты украинский приезжаешь. язык? Украинский Какая язык. разница, какой Ну, язык ты там разница, слышишь? какая разница? Потому что там никто не разговаривал даже на украинском. Ну как не разговаривал? Там многие разговаривали на украинском. И при чем это здесь? Разговаривать, не разговаривать? Что если сейчас там где-то в России кто-то начнет разговаривать? Вот мы, например, чеченцы, разговариваем на чеченском. Да? Какого хрена вы к нам лезете? Потому что вы русские. Это круто было. А вот казахи на русском разговаривают, узбеки на русском Да, разговаривают. они русские. Их предки смешанные семьи с русскими. А почему они не в составе России, вот Узбекистан, там вот это Казахстан? Они в таможенном союзе, это экономический союз. Это как Евросоюз. Вот эти вот Литва, Латвия, там тоже русские разговаривают. Балтия. Да, там этническое русское население. Они хотят жить с Россией, а не в Европе. Да. Да, и они рано или поздно опять станут в России. Все, кто разговаривает на русском Как этот Шамиль Басаев вот говорил, да, его цитата. Россия, находясь по горло в дерьме, хочет затащить туда всех остальных. Представь, вот ты сидишь здесь, пукнуть или пикнуть не можешь, грубо говоря. Ну так потому что если бы не- о каких-то если бы не Россия политических затянула- процессах, Смотри, если бы не противоречащих, Россия- да, я вот тебе действующей объясняю. власти. Я тебе объясняю, если ты не с Россией, ты будешь или в Европейском Союзе, или против России. То есть ты не можешь Что, быть... плохо, что ли, в Европейском Нет. Союзе? Такая страна по размеру, по всем параметрам, как Чечня. Да вы, ваши все постоянно только и мечтают в Европейский Союз, в Никто Америку не попасть. мечтает. Какая Америка? Америка это конченая страна, которая Да что даже... ты мне здесь сказки рассказываешь? Ну, потому что... Вы все хотите и в Америку, Подожди, а и в вот эти Европу. вот дочки, сыновья вот этих Лаврова, там, премьер-министра, там все в Америке живут, гражданство. Неправда. Неправда. Это Как всё ложь. неправда? Там, ну, там вот эти в соцсетях фотографируются. Они. Ну, в соцсетях это ты фотографии рассматриваешь. Ну, гражданство у них там, вот, во Франции гражданство, там, в Швейцарии, полправительства, там, не пола, 80% правительства.
Они все давно уже живут в России. Может, они там где-то ходили в какой-то университет, потом они все приехали обратно в Россию. Никто не хочет жить на территории, где пидорасты официально женятся, где нету свободы слова. В Европе нет свободы слова. В Америке нету Ничего свободы. себе. Ничего Конечно. себе. Сейчас, наверное, Зверев там где-то в сторонке курит и плачет. А как ты думал, что ты имеешь свободу слова? Нет. Где налоги 40-50%? В России самые низкие налоги вообще в мире. Нету налогов на недвижимость. Энергопостачатели все дешевые, то есть электричество, свет, газ, все дешево. Алло, Ты же- 29-й, кто у вас там? Зверев тогда? Кто у вас? Билан? Кто у вас? Филипп Киркоров? Киркоров, пидорас Кто у вас? Филипп Киркоров. Басков? Кто у вас? Да. Путин? Кто у вас? Патрушев? Ты что здесь гонишь? Я не знаю, я не проверял, кто Патрушев, Путин. Подожди, Путин... Ох, хочешь, я выступает тебе Путин? могу Путина это показать можем с легкостью его интервью. Как он, Президент знаете, России, у как него он двое детей. одобряет. Алло, он четко одобряет это все, однополый там и так далее. Ты что, против него, что ли? Я не видел такого закона Российской Федерации, который это одобряет. Скажи мне закон, как называется. У вас Я знаю, законы что в вообще, России- у вас в России законы вообще нет у вас. У запрещено. вас В России обычаи, там, ЛГБТ. традиции. Смотри, ты Алло. поддерживаешь ЛГБТ? Алло, есть интервью Путина. У кого второе устройство есть? Дайте ему послушать. Да, я знаю. Ты скажи мне, ты поддерживаешь ЛГБТ+. Нахрен мне нужно твое ЛГБТ? Ну вот, а в Европе ты, если выйдешь на улицу и скажешь, что ты против ЛГБТ+, тебя арестуют. А какого хрена мне против или за здесь выходить? Ну Вот так ты пускай- говоришь, нету свободы кто слова. Я хочет, тебе... Пускай кто хочет, тем хочет здесь занимается. Причем здесь свобода слова? Хорошо, если твои дети пойдут в школу, а им будет рассказывать, что мальчики это нормально. Мои дети ходят в школу и Какую? абсолютно адекватно Какой вот эту стране? всю ситуацию осознают здесь Какой происходящую. В какой стране они в школу ходят? В Австрии. В Австрии, видишь? Любишь все-таки горы. В крови у тебя горы. Горы, конечно, у меня в крови. Да. Просто у меня свои горы в крови. Да, ну пока у тебя чужие. А вот если бы ты был бы патриотом России, ты бы жил в своих родных горах. Да, ты жил бы, предатель России. как ты сидел бы, короче, да, и когда взрывают меня в домах, сидел бы и говорил, так надо, барин лучше знает. Ну так ты же знаешь прекрасно, что войну в Афганистане сделала Америка. Войну на Ближнем Востоке, Сирия, Ливия, Ирак, теперь Иран. Это же все Америка сделала. Америка использовала такое было исламское государство, маджахеды, исламское государство, которые должны были создать свою страну, территорию своей страны, и через коридоры Чечни и Грузии просачиваться на территорию России и устраивать там вот про то, что мы говорили. Это Россия предупредила. Она отрезала переход через Грузию, и она отрезала переход через Чечню. Иначе эти исламское государство воины начали бы проходить по горным хребтам внутрь России и там воевать с Россией, как сейчас хочет воевать с Россией Украина. Вот и вся тебе политика. Почему не Грузия, ни какие другие страны? Потому что если ты откроешь карту России, ты можешь посмотреть, что Россия это большое поле. И она закрыта горами. Чуть-чуть, хоть чуть-чуть фильтровать. Фильтровать можете то, что вам ОРТ, вот это вот. Зачем ОРТ? Это еще со Второй мировой войны. Это еще с Второй мировой войны, Хоть свете когда под одной- Сталинградом Гитлер хотел занять Кавказ, он и шел именно для этого, чтобы перекрыть поставки, которые проходили через Иран. Потому что с Ирана в Россию проходили поставки вооружения, поставки всяких там боеприпасов. Он хотел захватить эту территорию. Какой ИГИЛ? Кто создал ИГИЛ? Америка? Америка создала Окей, ИГИЛ. давай теперь подойдем к этому логично. Зачем Америке ИГИЛ?
Чтобы контролировать территории, которые им нужны для борьбы с противниками. Ну не говори З какими? нормальним. Не говори. Подожди, с каким противником, какой ИГИЛ? Ты вот эту цепочку всех вот этих событий, помнишь, арабские весны как начинались? Всех вот этих ваших начали мочить там. Каддафиев всяких. Вот этот, кто там, мумия вот это была в Египте. Мубарак. Смотри, Всяких в Египте Мубараков. Да, В Египте- Мубараков, в Египте- Каддафиев, всех Давай. ваших начали мочить. На Сирии вы уже полностью как бы... Сколько мирных жителей Америка убила? в Когда Сирии? дошло до Сирии, вы туда залезли. И именно вы создали этот ИГИЛ, чтобы вернуть Сирию опять под себя. Нет, ИГИЛ создала Америка. Это как раз, ну не вы, понятно, ты там вообще где-то сбоку припеку, вот эти вот ваши говнюки, идеологи. Так, Они так как Россия уничтожила ИГИЛ, о чем ты говоришь? Да какой ИГИЛ уничтожила? Вы там гражданских мочили и выдавливали их в Европу, чтобы Европа полностью против стала вот этого поддержки, короче, арабской весны в Сирии. Америка сколько лет... Что у вас и получилось? Что у вас и получилось? Сколько лет Америка воевала в Все- Ираке? Объясняю, мы же хотим понять, что там произошло. То есть ты Зачем? говоришь, Америка тут ни при чем, да? Зачем ИГИЛу и вообще сирийцам какого хрена нужен там ИГИЛ? И этим американцам зачем нужен ИГИЛ? Почему ИГИЛ не напал на Израиль, если они не были проамериканскими? Смотри, объясняю. Не потому что в задницу надрали эти израильтяне ИГИЛу. Израильтяне... То есть они Конечно. даже не пытались нападать Конечно. на Израиль. Они даже не было ни Конечно. одного... Не было даже ни одного этого боевого действия между ИГИЛ и Израилем. Почему? Не, было. Не Израиль было. мочил тоже ИГИЛ. Нет. Израиль тоже мочил ваших ИГИЛ. Америка создала Так, ИГИЛ. Объясняю. Нахрен Америка, которая поддерживает арабскую весну, Америка, Европа, вот эти Так. арабские весны, которые хотят свергнуть вот этих еще со времен Совка поставленными вашими диктаторов вот этих, пытаются их себя свергнуть и установить там вот такие режимы со сменой властью. Тут вы включаетесь полностью в это дело, да, создаете вот этот ИГИЛ. Я даже знаю, как там создавался, потому что с чеченцами, которые в этом участвовали, там. С чеченцами, которые воевали против России, правильно? Какой России против вас там никто не воевал? Нет, так те же чеченцы, которые воевали против России я они воевал. вступали в Да, ИГИЛ. против вашей оккупации я воевал. В 99-2004. Да. У вас были за гранатометы американские? Какие гранатометы? Мы у вас покупали. Вы нам продавали мухи, которые мы потом как бы их, чистили, да? Потому что там мы вот эти вот тротил туда клали, и чтобы когда ты нажимаешь муху, у тебя голова отлетала сразу. Вот это вот такой подарок, сюрприз делали. И в конце тебе голова отлетела, что ты в Австрии отказался. Не отлетела у меня голова, я не дурак, как ты. Но в Австрии ты оказался все равно. В Австрии-то я оказался. Никогда не приедешь. Да нахрен мне твоя вонючая Россия. Я вон Ну так себе Чечня домой это буду. Россия. Кто сказал? Ну потому что она в составе России. Ну это мы еще посмотрим. Ну как посмотрим? Уже есть. Ну вот так посмотрим, когда вас за задницу возьмут, и вам придется выполнять международные законы, Какие? соответствовать международным правам, которые будут выработаны после того, как вас сейчас раком поставят. Когда вас раком сейчас поставят после вот этой Украины, после всего, что вы делаете, вам придется выполнять международные законы. И выполняя их, вам придется считаться с народами, с их волеизъявлением и так далее. И выплачивать весь ущерб, который вы нанесли. А на минуточку вы убили 300 тысяч наших граждан. Граждан Чеченской Республики Ичкерия.
Ты считал? Так у нас модеры спят. Я не считал. Ваш чиновник русский, Рамзан Ахматович, он это заявляет официально, что 300... У нас по нашей стороне около 250 тысяч было насчитано. Но у вас информация получше, и тем более она на месте не стояла. Эти цифры, они росли. Так у нас модеры спят, короче, никого не принимают. Лео, ты модер? Нормально это самое, я просто не успеваю. Что? Мы это туда-сюда сейчас на те темы, на тему Просто прыгали. так скачешь, ты так прыгаешь с темы на тему. Ты, Давай мы это ты закончим просто, про ИГИЛ. это ты меня подбиваешь, там, перебиваешь, поэтому я... Мы сейчас говорили об ИГИЛе. Какого хрена нужен американцам Америки ИГИЛ твой? Так, Давай такого же разберемся. хрена, как маджахеды были нужны в Афганистане. Про Афганистан отдельно поговорим. Это одно и то же продолжение одной и той же цепочки. Маджахеды в Афганистане. ИГИЛ снабжался хорошо, почему Так Египет при не чем ИГИЛ тут кто маджахетов в на Ближнем Афганистане? ИГИЛ снабжался. Подожди, Лео, Дудаевцы подожди. в Чечне. Подожди, Вот и всё. Лео, подожди. Кто в Чеченской республике создал ваххабитов? Ну, ваххабиты же воевали против России, правильно? Кто создал в Чеченской республике ваххабитов? Не важно, кто их создал, важно, кто их поддерживал и с какой целью. Еще раз повторяюсь. Кто создал ваххабизм? Мы вообще не знали про вот этот хренов ваххабизм, не ислам в его всей красе. Наш народ вообще ни хрена не знал. Мы изначально в 90-м году, в 91-м году отлично стремились именно к светскому демократической форме своего государства. В 96-м, 7-м, 8-м годах вы нам заполонили нашу республику вот этой хренью всякой, которая печаталась у вас в Москве, в Санкт-Петербурге, там в Татарстане где-то, да, в Дагестане. Вы тоннами эту хрень нам завозили. Ты в курсе этого? Ну, правильно, потому что вы читать не умели, вас надо было как-то научить читать. а то Ну вы ты сейчас не дворники. поясничай, я тебе пытаюсь привести доводы, да, то, что там происходило. Вы, конечно, не в Ну, курсе, так вам по если телевизору. бы не это, завозили бы американцы вам там про исламскую республику. Ты знаешь, вот Какая я от чего офигевал, знаешь? Когда у вас ваше Министерство информации и печати, да, Доренки всякие, Киселеву, вот это хренотень, они сидели и одно и то же Министерство информации и печати, которое тоннами шлет нам вот эти всякие крепость мусульманина, таухид, маухид, вот эту всю хрень, да, это же Министерство, потому что я вот эти книги, когда тоже интересовался, и в самом конце там издательство Москва, какой-то дом. Ну, да понятно, у вас же не было своей печати, вы же всегда были под Так, кем-то. у нас, нет, как раз таки на наш дом печати все вы сравняли с асфальтом, когда и своих 20 тысяч русских, хотя они не ваши, они наши граждане были, русскоязычные, проживающие там, русские на нашей территории. Но ты понимаешь, что страна там, такая, как Чечня, я тебе объясняю, она ты из меня с темы не сбивай, я тебе объясняю, откуда появился ваххабизм в чеченской среде. Вы нам затащили вот этих русскоязычных арабов, выпускников Института дружбы народов Патриса Лумумбы. Откуда русскоязычные вот эти арабы у нас шастают через вашу Российскую Федерацию, там пересекают ее, к нам попадают каким-то образом? Ну вы же не образованные, вас надо обучать, понимаешь? Вы же не Ты знаешь, чем занимался ваш Дугин, Джамаль Гайдар, Шевченко? Ты знаешь вот их деятельность? Шевченко? Не знаю. Да, книги. бывший советник Путина. Советник, Шевченко советник Путина был. Да, Смотри, да. нету никакой Чечни, это все сказки. Это территория Российской Федерации. Если бы не Россия, вас еще иранцы бы вырезали. Алло, Вас бы сделали 29-й. иранцами. Алло, ты бы был бы 29-й. иранцем сейчас. Поэтому благодари, что историю Россия поучи. сохранила Вот вашу то, что ты сидишь там, не хочешь это все слушать, это все Я равно. же тебе объясняю, вас еще бы... Вас Объясняю, еще бы и османы вырезали бы вас. Один момент. Проблема не решается, то, что ты сейчас забалтываешь это все. Потому что у нас другие настроения у нашего народа.
И то, что вы там подмяли там часть наших вот этих То, что вас наших сохранило граждан, то, что вы подмяли под свой сапог часть вот Советский этих граждан Союз и вас уподобили вот такому сируну, как ты, какой-то да? этнос. Вот этот народ, который, когда мы вообще-то за свободу боролись, да, и вы там боялись пикнуть против, Какая свобода, блядь, там кусок вместо земли, этого шли на нас, да? и ты бы не родился. Ты не перебивай. Ты не перебивай, мы с тобой дискутируем. Ты родился, не Я тебе родился. объясняю, что Веди вас сохранили нормально, как этнос. веди Россия нормально дискуссию, и учись СССР, и чуть-чуть, Российская империя учись вас сохранили. чуть-чуть, хоть чуть-чуть быть цивилизованным, Хорошо, что ты да? выучил Понятно, русский что язык. цивилизация Главное, у вас что там не пахнет, Главное, что цивилизация у вас там не пахнет у лаптежников, но когда ты вот на таких международных площадках где-то выступаешь, учись Да, вот вот чуть-чуть ты- манере смотри, главное, общения, что ты культуре знаешь русский общения. язык. Еще Там- надо, чтобы да я твои не дети только знали русский знаю, язык. я не только Я русский понимаю. знаю, Ну вот, да. вот тебя научили русскому языку, радуйся этому. Кто Иначе меня ты был турком бы. научил? Я сам научился русскому языку. Да, сам. Вот поэтому ты и существуешь. А если бы не Россия, ты говорил бы сейчас на Иран. Алло, ты там не это самое. Иран вас не признает вообще, этот Кавказ весь. Чушь, короче, не плети вот эту. Иран на своей карте Я с тобой, вас просто- я тебе объясняю. Иран, не Иран. Да-да. Слушай, ты, примат, что же ты, если ты вообще, что такое русский язык, ты знаешь? Откуда Конечно. родился русский язык? Что, конечно, ну-ка расскажи мне, давай. Ну, русский великий могучий язык. Русский великий могучий, откуда он Да. родился и кто создал? Давай. Кто создал? Кирилл и Мефодий. Кто? Кирилла и Мефодий. А ты уверен? Конечно, кириллица. А когда это было? Какой Кириллица создал русский? Конечно, кириллица это Что, Кирилл и вообще Мефодий, болеешь? что ли? которые написали... Вообще все плохо. Почему плохо? Ты даже, вот смотри, ты примат, я тебе сразу сказал, ты даже не знаешь базы своего русского языка и откуда он вышел, да? Даже слова ваши вы украли от других народов. И Но слова, ты алфавит сидишь- написал Кирилл и Подожди, но Мефодий. ты сидишь, да, и рассказываешь, какой ты, бля, воинственный народ, какой ты как раз воинственный. Вы, по сути, ни хрена не создали, блядь. Вот Да вы, ты как что, сказать, а Россия. ядерное оружие? А кто в А космос кто первый ядерное оружие полетел? создал? А ну-ка, кто ядерное оружие первый создал? Давай. Немцы Какой создали. разница, что тоже. первое? В России самый большой запас ядерного оружия. Кто в мире. это, бля, послушай, если вы сейчас выпустите ваше ядерное оружие, Да, он всем может пизда взорваться прямо, он прям, вот прямо Да-да-да-да-да. тебе будет, тебе и будет пизда. Модернизированные уже, тем Я более. уже слушал, послушай, не подгорай, слушай. Да. Тихо, смотри. Ваш орешник взорвался в Казахстане, бля, прямо на Казахстан разлетелся. Вы кричали, что у вас самая лучшая армия в мире, что у вас самая аналогов в мире нету ПВО, что вы ракеты пускаете. А когда Илон Маск, частная компания, да, он что сделал? Он пускает ракеты, Это и они еще советская возвращаются. ракета. Это советская Какие? ракета «Союз». Что, какая советская ракета спускается вниз? Ты, блин, Вась, ты дебил, блин. Ваше ПВО, которое аналогов в мире нет, Израиль просто, знаешь, опозорил. F-35 с воздуха взломал ее. Взломал. Мало того, вы, идиоты, пригнали туда, спасибо, на вашу настоящую С-400, домашнюю. А что это значит? То есть, когда вы продаете какое-то оружие, все продают оружие, они продают оружие обрезанное. Но вы дебилы, ну вы же Ваня, все, ваши союзники кто? Иран и Хамас. Да? Вы пригнали туда С-400, наши взломали С-400. Шпинавским жидом тут завоняло. А ну, Тихо, не подгорай. Мы вас будем еще раком ставить, подожди. Ты под нами. Я даже Ты не под видел нами. твоего вонючего флага, туалетную Ты под бумагу, нами, я понял. ты под а я нами понял, жил и будешь жить, раб. Слушай Шпинавский дальше. крюк пришел. Вот смотри, как его сюда. А ну, подгорает, крюкай смотри. давай. Смотри, как его подгорает, видите? Ашкеназ. Он соответствует Смотри, своему этому Мы стилю. взломали Ашкеназы вы даже взломали не ваше жид, это ПВО, даже не жид. аналогов в мире нет. Слушай дальше. Теперь мы знаем, Душу ашкеназская, все ашкеназы даже ваше не ПВО,
Ваше ПВО в России. А если мы знаем, так мы отдали американцам. А американцы дали Европе. Американцы Вот и сосут все. хуй в России. Вы даже не можете беспилотники сбить. Давай, бля, пошел вон беспилотники отсюда, простые, свинья ашкеназская. простые беспилотники. Если Ну бы не ты рус- кричишь, бля. Ну ты кричишь, купишь пачку пельменей. Да, Ты да, купишь... слился наш опцион. Все, блядь, говорящий, взорвался? Что, бля, за больной раб тебя Полностью Я называют? даже не Больной. видел твой вонючий туалетную Воинственность бумагу. запахла, а? Да, Мы русские, бля. Я даже не видел, что это туалетная бумага. Заключил. Сосешь как Шайман писал? Наш опцион. Как Срал Шайман туалетную пишет, вы бумагу русские сосете синим до конца. цветом. Так сосите, да сосите дальше, бля. Кто Вы туалетную сосите бумагу с синим цветом обосрал? Да, болтай. Ну рака мы вас будем ставить и ставили и будем ставить. Запомни Ашкеназ это. ебаный, ты даже не жив. Обосрались иди везде, во всем. Уже генетики доказали, Всё. что ашкеназы это не жиды. Так что иди домой. Иди обрежь себе до конца. что тебе Генетики там не доказали. Какие? Английские генетики или русские генетики? А ну-ка, Да, вот мне это- мировые генетики доказали, что это Смотри, как тебя конвертированные- подгорело. Как за живое задел. Ашкеназский сразу. ген, Вы даже- это не жидовский ген. А чё вы на параде обосрались? Он не Хотя бы принадлежит технику. никак- Что вы ублюдки, хотя бы вы испортили такой праздник. Такой праздник испортили. Ген не принадлежит никакому колено Давидова. 9 мая вы такой Мне праздник что испортили. самое интересное, Мало того- кто это говорит, да, там, кто евреи, кто ашкеназы. А какой-то это Кто бы полукровка, говорил, алло, 29 ты знаешь вообще, обычная вашу полукровка, генетику знаешь? которого Ты знаешь, что ты Гитлер от делал таджиков мыло. произошел? Алло, ты знаешь, что ты А, от таджиков произошел? Ты за фашистов, да? Так это Мыло нацист. Гитлер с вас Так сделал. вот, видите, ребята, смотрите, слушайте, видите, кто настоящие нацисты, слышите? Вот. Мыло, говорят. Они стали настоящие фашисты. Вот нацисты, вот они. Видите все? Слушайте, это настоящее лицо фашистов, русского фашиста это. Так они все такие стали, поэтому они нападают. Сталин А вы создал будете это недогосударство. сосать до конца, понял? Ты сейчас показал свое истинное лицо. Ты показал истинное лицо всего Путина, блядь. Пидораса этого, блядь. И ты такой пидорас какого, понял? Избавился от вас, пидорастов, чтобы вас меньше... Шалом, шалом всем. Ибраим, шалом. Слава шалом. России, слава Путину. Я слышал, эту крысу поймали, давно да? сосут, брат, давно они сосут уже узкие пидораски. Да, здесь этот Русские. хирург обосрался. А, вот, так это хрен, да, здесь постоянно бегал, да, здесь периодически. Это он был, да? Это вот крыса эта мелкая. Да, это Крыса он. это Это ты, блядь. он был, да? Крыса. Я, кстати, за тебя слышал, тебя постоянно слышал по стримам, тебя Сейчас, ловят Лазик, там, тут секундочку. пытаются Минуту, поймать. Лазик, я слушаю машину, просто минуту. Вы, пидорасы, я вас быстро буду выводить на улицу. Моментально. С вами нельзя красиво разговаривать. Леон, Вот так Леон, сами зачем разговаривать. нервничаешь? Леон, брат, тихо, не, спокойно. Ну, блядь, тебе Он вас, выводит Зайна тебя, зовут. да. Как тебе русские ракеты с Ирана, а? Понравились? Как тебе все вот эти 200-е, как тебе Леон, нравится он вообще? выводит Сколько, тебя, кстати, да. 200-х там в конце концов оказалось? Вы вообще какой-то 2 отчет миллиона. ведете, там, 2 перерасчет и миллиона, так 2 далее? миллиона. 2 Уже миллиона. Получается, не хотите я так освобождать, да? понимаю, что ты, скорее всего, женщине не давали, а сейчас у тебя как бы уже, у них там опции Лазик, нету, так на Лазик, тебя кто брат. стал прыгать, да, начал? Больше После 2 миллиона. пизды. После в того, Иране как вся и твоя России, молодежь там передохла в Украине. Я вижу, тебе только это как ты больше как бы так... Вы не забывайте. Не, подожди, Вы у в меня к тебе Персии, вопрос. блядь. Вы Я в к тебе Персии вопрос. были рабами. На тебя в конце концов Не, женщина ладно, внимание Гирей. обратила, да? Потому что мужской кандидат все Рабы, спал, блядь, да, в России? молчать, рабы. Потому что один 200-й, 300-й, если повезло и так далее. Там, Рабы, по-любому, Лазик. половой орган уже Лазик, отсутствует и Лазик, так далее, да? Лазик, Так, послушай меня. тебе для тебя это как только за плюс, я так вижу, да? Лазик, Поэтому послушай такие, как ты меня. здесь, для пидораса радостные Раб, бегают. молчать, Ты меня блядь. Ты был слушаешь? рабом. Не, Лазик. вопрос серьезный тебе, вопрос серьезный. Это я без шуток. Лазик, ты меня Я- слушаешь, Лазик? Да, Зураб, да, шалом. Шалом, Подгорело брат. уже Я дом, вас очень блядь. прошу. А что подгорело? Он, брат, выводит вас. Тихо, спокойно. Ну, не ты выводит, нервничай. тихо, спокойно. Я задаю вопрос, потому что Он перекрикиваю. русский швайн, брат. Вот и Все, так, Швайн. Сырун, так в чем польза, короче, от того, что там 200-х так много стало у вас? Немцы Это как для тебя, называли? на тебя Немцы женщины как- больше немцы обращать как внимание называли начали? русских? Русских как называли? Фашисты как называли русских? как? Недоделанные нация, блядь.
Так Ну, это я- же я- Аккуратно сейчас блокну, сейчас Подожди, блокну. эти же я национальности со трогаю, ашкеназов нет. делали мыло, блядь. Я брат, пытаюсь слушай, понять, вот я вот как сейчас я вот чувствую психолога, психиатр, ну, к тебе нужен психиатр, как бы. Я там тоже там где-то там тут и Да, ты учу там. что-то, да. Ходил Вот туда, как твоя логика работает, я вот пытаюсь понять. Вот ты сидишь такой довольный, у тебя там столько 500-х, столько 300-х, столько 200-х, и ты сидишь довольный почему-то у себя дома. По какой причине такой довольный? Я из Украины вообще. Ну, с Украины, вот там, в принципе, Да. то же самое с двух сторон. Да, Какая я же разница? говорю, жиды американские. Так, а почему ты устроили такой войну. довольный? Нет, оставь Не с жиды. какой-то, не с Украины. Почему? Почему из ты такой Украины. довольный? Не он не с Украины, брат. Да я знаю, не важно. Україна, державною мовою зі мною розмовляй. Он Ти радуется смерти. Ти говориш Он мовою Человек кусаєте. радуется смертям. На цій Пускай мові ти там на гвалтують українській ЗСУ. мові можеш розмовляти, ти все одно повністю ватник. На цій мові гвалтують наші ЗСУ. А ну-ка скажи, полениться или полениться? Как-то как? Паляниця не куниця, Не Укрзалізниця. пизди. Все. Паляниця, Сгорел. Паляниця не куниця, Укрзалізниця, Походу ты красиво. инвалид, короче, тебе ножки, ручки оторвало, блядь, в Украине, и ты сидишь сейчас подгораешь. Так, ни хрена его какие кому-то много, оторвало, блядь. оторвало кому-то Сейчас другому. было опять хохлов на 9 мая. Хохлы сидят тихо уже третий день, боятся пукнуть. Все. Вот что и требовал доказать. Дезертир. Урель. 3 дня, блядь, Дезертир. перемирия, блядь. Часть 9 Зураб, я таких знаю, чтобы ты Где понимал. ваша Вот техника Ибраим, 9 мая была, а? Где ваши танки, блядь? Ибраим, вот такие боялись На выходить из фронте, дому. блядь, танки, на фронте воюют. А что же, у вас же столько много танков, блядь, в чем проблема? Так они на Вы же фронте сказали, все. это вы же весь мир закидаете этими танками, что? Конечно, и закидали. Все сдохли? Все сожгли? И Израиль закидали русскими ракетами. Все иранские ракеты — это советские разработки. Ну и вот мы их Если сбиваем, этого не понял. вот поэтому мы их сбиваем. Да, уже так Что вот подбивали, это говно? дали Всё говно. пизды вам, блядь, за недельки 3, блядь, вы охуели, блядь. Да, дали. А что дальше Чтоб не такие воюете? пизды, что вы, блин, Чего вы получали. дальше не воюете с Ираном, если вам не дали пизды? А все, мы все базы уничтожили. Лидеров всех завалили. И что дальше? Да? Мы с воздуха уничтожили все, что есть. Дальше Так, что? так Почему захуяришь, А даже дальше русский, что нам делать? Дальше что? даже русский твой Все же, батька пускай от них живут, блядь, с отказался. миром. Все. Батька твой Вы отказался. победили Иран, да? Твой царь твой отказался от них, от Ирана. Так захуярили. Вы победили Иран? Да, кстати. Нет, вы ну же- так вы же- твой вы же царь стоите- отказался. Иранские рабы Мы ждали победили русских. Иран, да? Как они ползали, как они царапали Россия тоже его на дверь. пихах. Ты не забыл Подожди, историю? Сирун, что Сирун. А вы же решили это- вам отстроить храм Соломона. Подожди, а вы Сирун, же союзники, оставь, сука. да, оставь про нас. Да, Лазик, Хорошо, подожди давай про секунду, тебя. Вы, подожди, Лазик, подожди. Вы же союзники с иранцами. Конечно. Что вы их кинули, блядь? Никто не Своих не кидал. бросаем? Дали пизды Да. ракетами, блядь. Кого? Какими ракетами? блин? Русскими, Какими блядь, ракетами? эти, как они Да, называются? это вы как за 3 дня. Герани, как за 3 русские дня. герани, Как за блядь. 3 дня вы Украину берете, да, дали, блядь. Дали пиздюлей, блядь, жидам и, блядь, и пиндосам. А подожди, а как вы помогли Ирану? Ну так все ракеты это русские ракеты. Нет, а при чем с ракеты, блядь? То, что ракеты там... так ракеты мы вас ебашили. то, что вы совка этих долбоебов доебали и продали им ракеты свои совковые, как бы, это другой разговор. То, что было всё до этого, да. А вот сейчас, когда у вас А просили все новые помощь, ракеты когда, все сделано когда, русскими когда инженерами. Мула прибежал к вам, Мула пришел к Путину, говорит, ой, пожалуйста, помоги, мы ж союзники и так далее, как бы. Почему не помог? Все помог, дали вам Ну пизды, что, вы как помог? отъебались от А Ирана, что пизды? съебали. У тебя вся верхушка, я вся бы верхушка. без мата, без Сирун, мата. давай нормально Ну и нормально что, поговорим, дальше Сирун. верхушка, Без дальше та же обзывания, самая, давай без власть та обзывания, же без самая. ругани, хорошо? Имена поменялись, а власть та же Сирунчик, самая. Сирунчик, давай нормально поговорим, пообщаемся, хорошо? Ты же, я вижу, такой Подожди. политый, Ладно, ты подкованный, чё, да?
Ладно, Серёг, Как я понял, что Серёг только раньше, мужик, когда он твои мужик, умирают. а я мужиков не люблю. Зачем он тебе нужен, брат? Не, ну так Что серьезно, хочется пару вопросов задать, этот долбоёб. Да, Давай, ты давай. Опять же, провокатор, только брат. потому, что я пытаюсь Почему вы понять с Ираном психологию не смогли и сделать психиатрию этих Серёг, идиотов? как бы. Серёг, Почему Ах, Америка и Серёг. Израиль не сделали с Ираном Ах, то, что сделали Серёг, в Иране? Серёг, Сирун. Серёгчине. Кто из тех, кто кричал Путину «помоги, помоги», остался в живых сегодня в Иране? Ну, Кто из всех ваших управляет друзей страной. и всех ваших друзей, которые кричали, которые там в ладоши хлопали друг другу и так далее, кто в Иране остался живой? Назови по именам. Как ты своих друзей знаешь? А ну давай Все расскажи. живы. А ну, как ты их называешь? Живы и здоровы, не переживай. Как зовут? Имена, хотя бы одного имени скажи. Страна Имя Иран. скажи, давай это. Мало Мозги не морочь. пиздюлей. Я не буду спускаться туда вниз к тебе. Послушай меня, я вниз не спущусь. Я на тебя смотрю сверху. Я говорю, слышь ты, крыса, говорю, давай расскажи. Если ты хочешь разговаривать по-человечески, я пытаюсь вот где-то уловить твою А он человеческую. не как бы, да? ответит, брат. Да, он не а ответит. теперь скажи мне, вот твой друг Иран, правильно, да? Расскажи мне, вот скажи мне хоть одного имя, оставь фамилию даже не надо, имя, как зовут вашего друга. Скажи мне, кто это. И кто из них, если ты скажешь в конце, то, скорее всего, не скажешь, потому что тупорылое существо, да? Если скажешь, вот скажи Серёг, мне, вот, ответь, Дезертир, как ответь его ему. звали, этого, который сейчас в гробу переворачивается там. Давай рассказывай. Дезертир, ответь ему, дезертир. Давай, Сирут, рассказывай. Сирун, ответь, дезертир. Мелкий Что ты извращенец, молчишь? сученыш. Сидишь и радуешься, пока, блядь, твоих солдат там, блядь, ну, твоих русских убивают, нахуй, как они 200-е возвращаются к себе домой. Ты сидишь такой довольный. А почему ты довольный? У тебя только одна причина, что ты довольный, что женщин там, блядь, ну, как бы больше, да, а мужиков стало меньше, как бы, да. Ну, как вас назвать? Мужики, не мужики, это уже другой разговор. А мужского пола кого-то, да. Теперь че есть кому всунуть, скажем так, да. Это другой разговор. А теперь что расскажи, вот если Не, ты чуть-чуть... еще- А если ты немножко полит где-то там, ну, ты политикой где-то увлекаешься, давай расскажи, кто вообще такой Иран, имена их, президент, как его зовут. Расскажи, как зовут этого духовного лидера, как звали. Вот видишь, я тебе помогаю, духовный лидер. Давай, пиздюк. Ну, я забыл его имя. Да, потому что ты балабол, потому что ты мелкий, пьяный балабол. Соломани как-то, Вот, Соломани. как? Соломани. Таламани, да. А теперь же сиди, блядь, сука, нахуй, блядь, и дыши в дырочку, блядь, ты говно мелкое. Ты даже не знаешь, с кем вы дружите, с кем вы не дружите, блядь. Россия мощь, блядь, Россия то, Россия это. У тебя, сука, каждый день похороны в твоей России, блядь, придурок. Я мощь даже Так потому, что ты тебя сегодня научили должен плакать. русскому. Ты сегодня должен Видишь, своим ты родственникам на говоришь на похороны русском, ходить, значит, придурок. Россия Какой уже Эпштейн, мощь. блядь? На Эпштейне потом поговорим. Ты сегодня должен побежать на похороны. И По-любому главное, сегодня, что ты хорошо по-любому выучил сегодня, русский. У тебя сука, блядь, очень какой-то русский хороший скончался, русский нахуй, в Украине, блядь. Не скончался, а сдох. Так что пиздуй, нахуй, на похороны, говно, блядь. У тебя очень хороший... Сидишь здесь пьяный, бухой, блядь, и радуешься тому, тому, что русский Да. вздыхает, нахуй, каждый Успокойся, час. брат, Не каждый день, успокойся. а может даже каждые полчаса, блядь. Балаболка, блядь, брат. маленькая, блядь, пьяная. Лязик, успокойся, он дезертир. Всё, Чё я ты сказал. молчишь? Эй, дезертир, Сирун. Сирун, дезертир, что ты убежал, а? Скажи, дезертир. Ахтун, ахтун, узкие швайни, сдавайтесь. Сколько там баб? Просто смешно. 2 миллиона с чем-то уже, блядь. Каждый день в России похороны проходят. Правильно Лазик сказал. Пошла тварь, блядь, умыться, нахуй. Пошел умыться, протрезветь, и может что-то ответить, говно мелкое. Слышь, прикинь, вторая армия в мире, блядь, и третий, четвертый год не может, блядь, Украину взять, и 2,5 чем-то миллиона уже похороны, блядь. Ты, мразь, ко мне Потерял- не лезь, ты ко мне не лезь, я к тебе лезть не буду, пидорас, ты конченый. Ты слышал меня, чмо маленькое? Материал Дали письмо пизды, отправляй. Мелкая дали пьяная пизды тварь. носом, Я нахуй, слышал? с ихними Слышь ты, авианосцами. мелкая пьяная Уебали тварь. авианосцы, Ко мне не нахуй, лезь, блядь. ко мне не лезь, говно маленькое. Разъебали Я к тебе лезть не буду. Тель-Авив, нахуй, разъебали всю инфраструктуру нефтяную, нахуй, и подняли цены на нефть до 100. Ай. Вот, собутыльник подбежал и сразу Хую вылетел, русских, нахуй, блядь. Говно. Куда ты не уедешь, ты будешь сосать русских. Давайте без мата, без мата. Всё, я прошу прощения, Ибраим, честно, я извиняюсь за мат, за перемат, потому что я вообще подался. Вот спустился я туда, вот его слушаю. туда, на да. ступеньку на 2 Вот вниз, как бы. Смотри, да, у них там
тысячами, там, сотни тысяч уже, да, там погибают вот эти. Какие которых- сотни, миллионами, 2 миллиона я честно говорю, я вот на них смотрел, мне жалко. Миллиардами погибает. Ты что, миллиарды? Да, там один момент, там они, короче, их дронами вообще в задницу даже дронами бьют. Действительно, вот смотришь, жалко этих людей, бля, вот дебилы. Как эти идут там на убой, как цыплята. И вот этот вот сидит еще, я у него сейчас спрашивал там про рязанский сахар, ему вообще, я извиняюсь, срать, да, на это все, на вот эти жертвы, на все. И еще сидит, вы будете под нами там туда-сюда. Вот точно вот то, что и про них озвучили, да, это то, что русские, это то, что русские, находясь по горло в дерьме, русские, находясь по горло в дерьме, пытаются затащить туда всех остальных. Вот что у вас. Пипец, да. Сидит в своем свинарнике нахрен, и оттуда вот еще что-то там орет, оратор хренов. Ты ж ты, придурок. А ты где сидишь? Я у себя в Израиле дома живу. У меня нормально Израиль всё. твой дом? А мы Да, что, Израиль мой дом. несем еще Да, одну ракету новую да, русскую? да. Ты в Хабаре живешь? Где там, блядь, эти, где Сережа, полукровки я живут? где твой дом? Оставь. Я сейчас Полукровка подыгрывать на теме не отрезанная, буду. бля. Он сидит пьяный. Тару Зураб. твою ебал в рот. Теперь послушай, закрой рот. Тару в рот твою ебал. Теперь закрой рот. Мне нужен нормально. Ибрагим, Мне сейчас отпусти его после тебя, отходящих, Пусти его. после дебила, Ибрагим. как бы, да. Я, да, с нормальными людьми пообщаюсь, да. Ты такое, да. просто Так, адреналин. опущенного опускаем, да? Опускай, да, опущение, он все, опускаем. Все, да, опускаем его. всё. на Опускаем свое в место. унитаз, парашу выпускаем его. Опущенный, сиди там в параше, около параши. Нет, Там представь, там они там опущенные, вообще опускаться некуда, вот настолько опущены, еще сидят, мы там это, мы то, вы будете там это, под нами, не нами, короче. Блин, да ты вообще, ты пикнуть боишься, вот сказать там про Путина что-то, да, про действующую вот эту власть. Сидите там, вас как куропаток, да, там. Да он могут безотыш, брат, куда угодно безотыш. списать, обнулить там целыми этими, я не знаю, пачками. И потом сидят еще, мы какие-то эти, а у вас это нету, а у нас это есть. Ибрагим, такие, как он, когда думают про Путина, анонизмом занимаются, чтобы ты понимал. Вот такие, как он. Еще по пьяни, знаешь, вот это вот на себе рубашку, которую рвут, как бы вот такой вот. Там это может дойти, Да. как бы, прям, это может дойти до секса, как бы, с Путиным, чтобы ты понимал. Да, вот чисто у них вот это крепостное, скажем так, вот, культура, да, когда пачками их там целыми деревнями меняли на собаку, да, на какую-то крутую. Даже не только крутую, на дворняжку могли тоже. И вот они сидят и так, молчать, барин лучше знает. Вот ничего там не изменилось абсолютно. Да. Думал, ТикТок сегодня провести так тихо, спокойно. Вот провел. Чего на целый день к вам не заходил? Манишь мои, брат. Как дела там? Да, у меня все нормально. Я на работе так пытаюсь вписаться, да, в это дело. Сейчас уже, правда, закончу. Он- Так, всем Опустили, наш дойл, опустили. всем приходите свободными. Короче, даже нормально поздороваться не успели. Зураб, как у вас дела? Что нового? Нормально, брат, нормально. Нормально, с Божьей помощью. Ты как, брат, работаешь и работаешь, да? Да, так. Лазик, Меня так- он тебя выводил, брат, на нервы, брат. Я не вышел на нервы. Это я так разговариваю, Зураб. Честно, я не нервничал сейчас. У меня кто знает, да. Я вот бывает, я чуть гиперактивный в своем разговоре, как бы, да, такое есть. Брат, он выводит, хотел, он дезертир конченый. Он до этого вывел, когда я услышал вот этот жиды и все остальное, когда он с Леном разговаривал. Я поднялся, да, чуть-чуть был на нервах, а потом чуть успокоился.
Вот с ними надо по-другому, брат. Успокаивать и тихо смеяться, брат. И да, самое сильное оружие – это, брат, терпение. Запомните мои слова. Терпение. Понимаете, в чем дело? Меня, знаешь, что успокаивает, Зураб? То, что вот эти уроды, как бы, ну, они мне в глаза не посмотрят, да, вот или я их не увижу, знаешь, где-то там не состыкуемся. Поэтому они этого говна как бы не стоят. Но если есть какой-то разговор, как бы какой-то диалог провести с такими антисемитами, то я могу нормально с ними провести. Это без ругани, без... Если диалог идет Но нормально... это не я антисемит, тоже могу. это тупорылое существо. Ну, слышал, да, ты его? Пьяная Да, скотина, которая сидит... дезертир конченый с Украины, вот и все. Они все как на одном станке. Вот. У них абсолютно и тема, и нарративы, и вот это все, что из них прет, просто как будто их там на одном станке штампуют. Ты уже как бы заведомо знаешь, что он будет там говорить и так далее. Ну, это инкубаторская пропаганда такая. Ну, как бы инкубатор, да, их там выращивают уже, да, как в инкубаторе. И пропаганда... Кого он обвинил во всех бедах Россию, обвинил американских этих евреев-сионистов, потом Ну, Израиль и чеченцев, которые почему-то русские теперь. Который не кричит Ахмад Сила, если ты не кричишь Ахмад Сила, то ты по-любому, как бы, ты, значит, ты не русский, скажем так. А тот, кто кричит Ахмад Сила, теперь оказывается русский. Видишь как? Россия мощь, Ахмад Сила. Как они там целоваться начали, в обниматься. жопу ебал, я жидов в жопу ебал с ихним Еговой, блядь, и Моисеем, блядь. Вот, с одного стола, На сука, колени, встали. блядь. Точнее, под одним столом лежат. Вот он. Аллаха в жопу драл, блядь. Это что где такое? В жопу драл, блядь. Это уже не... Вроде бы это он, да, валерьянку теперь. Сосет мой хуй. Ты же вроде говорил, что ты против вот этих нетрадиционных там. Ты что, уже как бы сменил по ходу разговора нашу ориентацию, что ли? Нет, другой был вроде. Это не он. Ну, даже Это если его- не он, его такой собутыльник, примерно да. как... Та же хрень. Да, у них... Ты без разницы, вот с одним из них кем-нибудь говоришь одно и то же. Вот, мне тут уже кишкина... Я даже не жид, оказывается, а еще и шкина. Если что, вот этот петушок, который сейчас про Аллаха это говорил, УК Российской Федерации, да? Уголовный кодекс Российской Федерации, оскорбление чувств верующих. Если там есть петушки, которые хотят, предъявить, да, там, за то, что он сказал, такие же петушки, только вид сбоку. Погоны Вот заработать. Да, как раз можете, Нету, да, и нету. погоны там заработать. УК РФ 148 можете вот притянуть за Аллаха. А им надо... Кадырову максимум шампанское угостит. Потом можем пользоваться этой бутылкой. Это и так, и по-разному. Эти еще сидят здесь, показывают какие-то мультики. Там. В России никто не посмеет, там Аллаху что-то сказать, на Коран что-то сказать. Да тут вон любой бич может зайти у вас, и Аллаха, и вас, кто там полностью, пехотинцев всех. Любой, Да. в любом Оскорбить. формате вас, Оскорбить. обматерит и все, что вы, да. Ну да, сидят пехотинец. Никто... Нет, я против всегда то, что религию оскорбляет. Нету разницы, кто бы там не был. Какая вероисповедание. Я человека не сужу по вероисповеданию, я сужу его по поведению. Но трогать религию, нет. Это не моя честь. Нельзя. У всех есть своя вероисповедание. То, что он зашел, и этот петушок правильно оскорбил Аллах, это никто не имеет права. Зураб, я вот тоже, меня все знают, вот Ибрагим знает, я сюда не первый день захожу уже. Меня тут даже осуждали, как бы и свои же осуждали тоже, задавались вопросами. Я, как понял, даже к нашим, к моим евреям писали, потом, что Лазик вот так вот говорит и так далее. Я вот всегда говорил, что, опять же, но я здесь понял одну вещь, что ислам, тот ислам, который бы присутствовал вот на Кавказе, проживая там, я, там, родители и так далее, а это не тот ислам, который вот сегодня происходит. Этот ислам сегодняшний, да,
Он радикальный ислам. Он как зараза, как бы берет тот ислам, который бы... Человек просто был верующим, скажем так, да? Вот я тоже верующий еврей. Есть религиозные евреи, есть верующие. Я верующий еврей. И есть мусульмане верующие, да? Вот прям нерелигиозные. Ты можешь с ними пойти в Махачкале там водки выпить, в Дербете тоже в кафе посидеть, водки выпить. И так далее, как бы. Но он мусульманин, он придерживается какие-то традиции, традиции больше кавказские. Ты, может быть, какие-то... взять что-то с веры ислама, допустим, да. Для них, для этих придурков, да, вот для этих уродов, что я для себя понял, что они не мусульмане, они кафиры. Понимаешь, в чем Смотри, дело? брат, что я хочу сказать. Там один тоже спрашивал меня насчет этого бороды. Он говорит, там пророк, говорит, Мухаммед с бородой ходил. И я ему ответил потом еще, говорю, если ты так думаешь, говорю, пророк Мухаммед с бородой ходил, он еще на верблюде ходил. Зачем ты на машине ходишь? Купи верблюду и ходи тогда. То, что ты говоришь, что Мухаммед, этот, я еще раз говорю, не то, что вероисповедание человека по-другому есть, но сегодня радикализм пошел, брат, который прикрывается за религиями. Понял, Лазик, о чем я хочу сказать? Лазик. Да, я тоже самое говорю, Зураб. Прикрываются и показывают. В Коране я там один ролик смотрел, Мухаммед где-то 123 раза, по-моему, если я не ошибаюсь, призывает к насилию. Всевышний насилие не учит нас, он учит нас любви, брат. Любви, твори добро, уважай других, делай хорошее. Вот и все. Что Мухаммад, что Иисус, про себя я не буду лицемерить, как бы. Я в своих пророков верю. Но для меня это исторические личности. Это по той или иной причине. Причина, основная причина, то, что я вот иудей, я еврей. Для меня это не пророки. Для меня они исторические личности, как бы. Но я не хочу про них плохое ничего говорить. Они заставляют меня про них что-то плохое говорить. Понимаешь, в чем дело? Если они в конце мира, если ко мне приходят мусульмане и говорят, послушай, но я и не буду говорить, как ты, Зураб, я еще раз говорю, если люди знают, я никогда не скажу, что Мухаммад там такой, сякой и так далее. Нет, я буду какие-то задавать какие-то такие неудобные вопросы, как бы, да, после того, что я услышал. Это будет. Это будет всегда, потому что ты свободный человек, имею полное право задавать такие неудобные вопросы. Если кому-то не нравится, пускай на них не отвечает, как бы, или не хочет не разговаривать со мной. Это другой разговор. Нет, Когда он кричит мне Аллах Акбар, и там Мухаммад мне проповедовал что-то такое, я, конечно, сначала поинтересуюсь у другого мусульманина, у нормального мусульманина, для меня, вот как я вижу нормального мусульманина. Скажу, Мухаммад такое говорил, он скажет, нет. Я, может, человек наивный, как бы, я ему поверю, может, так и так. Как бы, в Коран прям углубляться не буду, там, влазить и так далее. Но если вот этот говорит, и если в конце это правда, то извините, пожалуйста, как бы, давайте, подальше от меня нахрен. А если пришли ко мне домой, то давайте сдохните, пожалуйста. Лазик, брат. Смотри, еще раз говорю. Аллах Акбар, это, если честно взять, их восхищают Всевышнему. Слава Всевышнему. Но почему это говорю? Когда сегодня слышат люди Аллах Акбар, они уже боятся, брат, этому слову. Сейчас они думают, что кто-то взорвет, кто-то зарежет, кто-то взорвет или что-то. Понимаешь? Уже на этом слово люди уже реагируют по-другому, брат. Понимаешь? Что Аллах Акбар, значит, он уже террорист. Понял, брат? Это не Аллах Акбар, это не Аллах террорист. Понимаешь, в чем дело? Они взяли себе, Зураб, они взяли себе... Именно послушай, что я хочу говорить. Да, извини. Смотри, брат, извини, что я перебиваю. Вот. Тот человек, который кричит Аллах Акбар, он, может быть, хочет хорошее сказать, хочет хорошее сделать, но люди по-другому реагируют уже. Ты понимаешь, о чем я говорю? Потому что они уже думают, что этот человек уже террорист. Понял, брат? Может быть, он хороший человек, он добрый. Вот до чего довели вот эти радикали, которые прикрываются за религию, брат. Я поэтому хочу тебе сказать, брат. Так это не наша борьба, Зураб. Это борьба должна быть мусульман, которые считают себя нормальными, которые говорят, что мы мирные, с этими уродами, которые так себя ведут. Борьба должна между ними находиться, понимаешь? Не между нами. Какая борьба, брат? Вот они кричали, Аллах Акбар, детей добивали в кровати. Да, мы с ними разберемся. В конце концов,
Не я должен говорить, как бы, вот ты нормальный мусульманин, ты ненормальный. Этот нормальный мусульманин должен бороться с этим Это мусульманином. правда, Понимаешь, в чем это дело? да, это да. Это понятно. Борьба должна происходить там внутри. Но они не делают, раз уж ты мусульманин. всё. Ну все, это плохо. А что там они сами себя убивают, правда? Не я должен рассказывать, что есть мусульманин нормальный, а есть ненормальный. Тот мусульманин, который считает себя нормальным и который не проповедует эту смерть, он должен с ними бороться. С этими уродами. Понимаешь, в чем дело? Которые кричат Аллах Акбар, и при этом себя бьют в голову. убивают, брат, сами себя Осуждаю. убивают. Друг друга убивают, брат. Посмотри, сколько Эрдоган, сколько этих курдов убил. Они что, не мусульмане, брат? В Сирии сколько мусульманов убивают, брат? Мусульмане. А кто-то видит, кто мусульмане, а В не Ираке мусульмане. сколько мусульманов убивали? В Афганистане сколько убивали? Кто-то слово сказал? Марш, Да сколько они друга убили, кто там, Марш, сколько Вольва. убили мусульмане. Можно поздороваться, секундочку. Добрый день, Марша Вольва всем. Маршо. Шалом, еще раз, мальчик. Как дела у вас? Все нормально, здесь воюем. Май. Да, я вижу. Вы знаете, Ибрагим, я хотела все время задать вопрос, и вот я забываю, постоянно на стриме я забываю задать этот вопрос. Можно я хочу спросить вас по поводу законов? Да, вот если мы смотрим на все те хадисы, все те законы, которые были в 7 веке, 7, 8 век, 9 век, когда писали все эти, боже, кто там двигает это все наверху, 7, 8, 9 век, когда писали все эти хадисы. Есть ли что-то из исламских университетов, которые опровергают хоть что-то? Есть ли какие-то фетвы, которые говорят, вот мы пришли уже сейчас 21 век, 20 век, 22 век будет. Есть ли что-то, какие-то изменения, да, в этих законах? Мне интересно. Вот если мы сравниваем иудаизм, то не меняя все наши законы, мы подстраиваемся под изменения в стиле жизни, в продвижении, в технологиях. Но мы опять же таки все соблюдаем, все, что нам предначертано, мы соблюдаем, тем самым как бы подстраиваясь под новую систему, под новую жизнь, мы соблюдаем все то, что предписано нам. В исламе есть что-то такое? Не, видите, там вот в чем проблема, Майя. Это хороший вопрос. Да-да-да, я хорошая тема. слушаю. Я очень давно хотела задать этот вопрос. Да, вот смотрите, у вас, вот у еврейского народа, у вас религия, она прикреплена, да, как национальное там достояние и так далее. И она в руках ваших людей. И ваши какие-то раввины, ваши религиозные вот эти деятели, они своему народу плохое никогда не скажут. И какие-то выводы, которые там делают, да, они будут всегда в пользу вашего народа. А тут ситуация, она иная. То есть тут интернациональная система, и получается так, что какой-то он в какой-то стране какие-то эти иджмуа, там, я не знаю, исламский вот этот мир, вот эти ученые, так называемые ученые, им могут в любое время вот сделать, например, заказ на какую-то фетву. Давайте вот такая фетва или такая фетва. И они с легкостью ее тебе как бы озвучат, и все. И тут будут люди, короче, я не знаю, грызть друг друга, все что угодно делать. И в этой исламской вот среде оно работает не так вообще. Вот в чем здесь проблема вся. Это как я это все понимаю, да, потому что в разных местах разные культуры, разные народы, да, и они как-то вымеривают все под себя, да, но, в общем-то, религия-то одна, да, и, например, если у нас пишется, не то, что пишется, если наша жизнь подстраивать под законы иудаизма, что даже если возьмем, например, лифт, да, люди, которые живут в многоэтажных домах, а некоторые даже не купят квартиру, вот более религиозные, не купят квартиру в многоэтажках. Почему? Потому что считают, что это не будет кошерно. У нас есть тот лифт, который отдельно от всех, лифт, который останавливается на каждом этаже, что ты не должен нажимать на кнопку, да, но чтобы подняться, например, на 15 этаж, надо проехаться по каждому этажу,
да, и либо идти в ступенькам. Есть те, которые будут покупать квартиру, например, в 6-этажном доме, так как они считают, что 15-этажный дом это и ехать вот так вот каждый останавливаться на каждом этаже, это будет менее кошерно, менее подходить им. Но у нас как-то выстраивают свою жизнь под определенную систему. И если, например, в шаббат нельзя зажигать огонь, да, а берут электрическую плату, которую ставят на кухне и которая горит все то время, пока шаббат, чтобы разогревать еду. Окей, то есть какие-то определенные облегчения, да, для жизни, с которыми мы можем справляться, тем самым соблюдая шаббат. А здесь я не вижу как бы единой концепции ислама, которая как бы скажет, окей, это нам не подходит. Почему? Потому что когда-то люди делали в 7 веке или в 8 веке так, а теперь получается, что мы должны продолжать делать точно так же, как это делалось когда-то. Вообще нет ничего, ни одной фетвы, которая хоть как-то бы изменила это. У нас, Маечка, у нас, чтобы не нарушать наши традиции, какие-то религиозные какие-то там темы, у нас это придумали как бы, да. Есть счетчик, субботний счетчик, который работает, когда заходит суббота, и все вот это вот электричество, оно все работает как бы само по себе, не надо включать, выключать и так далее. Спасибо большое, да, я по 20 лет в религиозной семье, и плюс еще сама была Не, ну религиозной. я просто, я извини, чуть-чуть почему, да, как бы оно есть для того, чтобы удобства были и чтобы не нарушало эти вещи. Спасибо, дорогой, спасибо. Нет, ну как бы, да ладно, мальчик, без сарказма, да. Я знаю, что тебе тоже должен, как бы. Нет, ты умничка большой, ты большой умничка, спасибо. Огромное спасибо за Да поддержку. ладно, да, перестань, ты тоже. Благодарю тебя. Да ладно, успокойся. Ну как я... Да ладно, нет. Смотри, как не поддержка, да, Ну ты же ко мне уже привыкла, как бы, да, не важно, забыл. Я тебя обожаю. Ну, ты видишь, ну как без... Вот как? Это чтобы облегчить, как бы, я имею в виду, облегчить, как бы, жизнь Нет, это верующего чтобы человека. просто тебя похвалить и сказать, братан, ты просто супер, потому Да что... не надо, не, вот это Мой лишнее, брат. вот это лишнее. Ты мне, братан, не говори, ты супер. Все, ты мне Может, должен... я с тобой поухаживать хотел Первого вообще. женка остановись. Все, хватит. Слушай, У меня молчу. Я молчу. Спасибо. Закрыл рот. Все, я закрываю рот. Боже мой. У меня вот интересный момент. Я не видела нигде, чтобы была хоть какая-то фетва, которая бы объясняла бы, изменяла бы и подстраивала бы жизнь именно под мировое развитие, мировую технологию. Ничего нет. Вот. Нет, там фетв много есть. Но вот насколько они полезны, да, вот как вы говорите, как для какой-то пользы какая-то фетва. Ну, возможно, там вот в этих элитах, где-то в Саудовской Аравии, потом в Египте, там, я не знаю, в Арабских Эмиратах, они же как бы, им же можно там и свои государства иметь, и гимны иметь с музыкой, да, там, биляди, они вот это вот поют. Вот. И все им это вроде можно, а вот тут у нас какие-то вот эти будулаки нам говорят, вам нельзя государство, вам нельзя музыку, гимн, там, атрибуты, вот эти флаги. Вот. А откуда, кто вам сказал? Вон оттуда, с Саудовской Аравии какой-то сказал. Понятно, да? Который живет под этим гимном, под этим флагом, с валютой этой в кармане там или в халате. Ну, в общем-то, я понимаю, для чего это делается, да. Я прекрасно понимаю, для чего это делается, и для чего это все идет на Кавказ, и почему это все разрешают. Но вот я не слышала, я разговаривала с мусульманами, я не слышала, существует ли хоть какой-то закон, который... вот даже та же самая, да, опять же буду привязываться к возрасту, когда девушка должна выйти замуж, да, опять же тот же самый пресловутый пример. Нет какого-то закона, который говорит, вот, пожалуйста, вы должны придерживаться этого. Но если вы живете в стране, в которой есть законы, значит, вы должны жить по этим законам. Окей, как бы нет определенного какого-то закона. Или, например,
с какой стати вы должны выбирать 4 жены, либо с какой стати вы должны заниматься маленьким джихадом, либо почему вы должны заниматься делать хиджра, когда хиджра делали, да, в том, когда в 7, 8, 9 веке, а сейчас они это все продолжают делать, и на это все спокойно смотрят. Как бы вот как-то сказать, сама религия, которая не развивается, остается в 7-8 веке, добивает людей до того, что люди остаются... Вот есть вот эти элиты, которые находятся в Саудовской Аравии, в Эмиратах, в Египте, а все остальное остается на уровне быдла. Мне один этот религиозный чувак там рассказывал, да, чеченец, который учился в Саудовской Аравии. И он мне рассказывает, когда они на каникулы, там, я не знаю, что у них, приезжали домой, там, в Чеченскую республику, а мы тогда был такой межвоенный вот этот период, мы как бы еще не признанным статусом вот такое государство, как бы де-факто мы жили как государство, но де-юре нас не признавали. И тогда по России вообще очень жестко там всех мариновали, да, проверяли там и так далее. И эти объясняют там своим вот этим шейхам, типа, что если они с бородами, борода это якобы там обязанность, да, там сбрить усы, отращивать бороды. И они своим этим шейхам там, у них выпрашивают, типа, можно мы бороды сбреем, пока там на каникулы съездим, приедем, у нас вот такая ситуация, нас там где-то в аэропортах там маринуют, допрашивают. И эти шейхи не дают такого права. Ты чё, как это, в религии нельзя. Ты наоборот должен гордиться там своей бородой и показывать, что ты мусульманин, там типа творить добро и так далее. И эти потом там, когда могли бы с обритыми там бородами спокойно проехать через какие-то вот эти вот там пропускные места, их там по сутками где-то мариновали. А потом, вот кто мне этот рассказывает сам, он говорит, когда это в Америке было, вот это 9-11, вот эти все ихние шейхи полностью сбрили бороды и пришли на урок. И эти у них офигели там и спрашивают, это что такое, типа, как это борода, она же ее обязанность, ее нельзя сбривать, что произошло? И шейхи объясняют, короче, будет хуже сейчас для мусульман, потому что полностью всех будут, ну, как бы там проверять, преследовать, и как бы... Да, и как бы из двух зол надо выбирать, то есть и бороду сбрить это зло, и как бы если потом будут проблемы, это зло, поэтому из двух зол надо выбирать то, что лучше. А эти там сидят, глазами хлопают, короче. Ничего себе, нас там мариновали, короче. Это значит нам не зло, а вот здесь каким-то шейхам для них это зло. Я что хочу сказать? Я-то понимаю, что и это, для меня это все шлак, извиняюсь. Ну, тема вот такая. То есть, кто там за рулем, вот они и рулят. Получается, этому не будет ни конца, ни края, да? Это будет вот просто каждый раз... Да. Себе, там полностью это надо обрубить, эту пуповину каким-то образом. Получается, вот что, Ибрагим, получается? Получается где-то, ну я не знаю, сколько там миллиардов, сколько, 2 миллиарда мусульман, да, выходит? 2,5, как сколько там насчитывается. Из них где-то около миллиарда, можно их просто такфирить, как бы, они не мусульмане по-хорошему, правильно? Вот, ну, я имею в виду безбородые. Это они, получается, они не по сунне, как бы, да, они мусульмане. Да. Они не по сунне. Получается, вот когда они вот этого антисемита там гордились, то, что мэр этого Нью-Йорка стал как бы мусульманин,
И там вот эти вот все вот эти... Это тухта вообще. Ну да, вот эти все бородатые как бы ходили, там рассказывали, о, все, там, пипец, вот посмотрите, сейчас сионисты вы получите. Наш брат мусульманин стал как бы мусульманином. По-хорошему они мусульмане не принимают, правильно? Вот, Просто там вот, знаешь, такая тема непонятная. Вот смотри, вот чеченцы мусульмане, да? Я просто вот на нас приведу так примерно. Вроде мы там мусульмане, когда мы вот это свое традиционное практиковали. Но мы, наши женщины, не в хиджабах были, да, там мужчины не бородатые были. Там кто молился, кто не молился. И когда вот эта вахабня начала распространяться, да, эта литература, вот эти всякие там арабские какие-то чуваки появились. И вот эта тема, она полностью вот этих наших мусульман не считала за мусульман. То есть вообще вы не мусульмане. Вы там какие-то мушрики, вы там, я не знаю, многобожники там туда-сюда, вы поклоняетесь не так. Вы не следуете ничему, вы призываете там помимо Аллаха еще к святым, там, 5-10. Теперь где-то в Мьянме, там, Мьянма, и Рахиня какая-то вот эта, там вроде каких-то мусульман начали преследовать. Смотрю на эти съемки, там эти женщины вообще ни капельки, ни хрена, извиняюсь за грубость, ни в хиджабах, вообще ни в каких этих мусульманских одеждах они. То есть понятно, да, что эти люди, никакие мужчины у них не бородатые там, обычно там сбритые там эти. Не, они у них там традиционная одежда, как бы, я видел, я знаю, кто это. Да, и вот эти начинают ныть по всем, везде, короче, мусульман убивают, угнетают туда-сюда. Да, блин, вы же сами гасили вон своих, и то своей национальности, своих соотечественников, там, ваших родственников, близких. Вообще, за мусульман не считаете? Тут, когда непонятных вообще, которые... Там у них ни капельки нету, ни бород, ни хиджаба, вообще ничего похожего, вы начинаете ныть. То есть это какая-то спекулятивная вот такая тема, понимаешь? То есть там манипуляционная. То же самое, что в Газе происходит, Ибрагим. То же самое, что в Газе происходит. У тебя половина там, не половина, у тебя 80%, скажем, Газы безбородые. Начисто побритые. Короче, вот такой дурдом. Вроде эти топят за это, а здесь для них мусульмане, а тут у них свои соотечественники, не мусульмане. Все, якобы нам тут на политику пофигу, да, ну мы сейчас не будем смотреть, там, что там происходит, как бы, да, исторически, не исторически, но это же наши братья-мусульмане. И он такой с длинной бородой, как бы там, с бритыми усами сидит и это говорит здесь где-то в ТикТоке и так далее. В Газе там вообще вот этот хрен, как его, Хамас. Вообще там с шиитами они, братва одна. У тебя. Да, эти тут же, короче, там шииты, не мусульмане, там, а эти хамасовцы, извиняюсь, там обнимаются, едут, короче, к этим. Оставить и едут. Я же здесь у тебя, по-моему, это в Вендетте было, я рассказывал, да, вот именно вот эту тему, то, что исламский джихад, он создан вообще Ираном. Это сунниты. Он создан тупо Ираном, он одет, обут от носков до трусов. Там вот это Хизбалла, это стопроцентная вообще шиитская. Нет, Хизбалла, да, нет. У тебя есть две террористические группировки, допустим, такие прям, ну, большие, да, скажем так, это вот с кем мы воюем там в Газе. Это у тебя Хамас и исламский джихад. Исламский джихад от А до Я создан Ираном, шиитами. От А до Я. И они сунниты, чтобы ты понимал. Там он конкретно сидит, вот этот как их, у них кто они там, пресс-секретарь, хрен его знает, что такого, сидит прямо, он там, по-моему, спал с этим, да, с Хаминей. Ну, не важно, как бы у тебя группировка, вот эта террористическая, исламская, суннитского толка группировка создана прям тупо Ираном, чтобы ты понимал. Если, вот, допустим, как Хамас, они имеют отношение к братьям-мусульманам, знаешь, вот это вот, братья-мусульмане в Египте там сидят, там, тут, как бы, вот это вот, террористы, которые признаны, вообще, они в общем везде признаны как террористы, да. Это было вот этот, как его звали, то, что переворот устроил там в Египте,
Как его звали, Майя, помнишь? Тоже повесили они в конце, вот этого повесили. Мубарак, что ли? Мубарак, да. Не, Мубарака, кто скинул вот это, да, вот, братья-мусульмане. Да, вспомнил. Что. Все, вот это был брат-мусульманин. Ну, как бы это один был из этих, да, лидеров братьев-мусульмане. Его в конце вот этот повесил, сегодняшний президент. Сдернули, да, Сиси. Да, Асиси его вздернул в конце, да, чтобы ты понимал. Вот они конкретно, вот, допустим, вот это братья-мусульмане, вот Хамас относится к ним. Это вот и конкретно оттуда, вот, да. А вот это исламский джихад, это чисто иранский, иранский прокси. Молодец. Те шииты, а эти сунниты, чтобы ты понимал. Короче, там пипец просто полный, Молодец. Молодец, хорошо подчеркнул это. Нет, не то, что подчеркнул, я-то это знаю, как бы, я понимаю, что происходит. Короче, как бы, просто... тут тема вот такая, если конкретно это не обрубить, да, хотя я там изначально тоже был сторонник такого более такого толерантного подхода, да, но вот эта тема антитеррор, то, что это дело, все, кто-то должен это вырубить, короче, скажем так, если что-то человек или общество хочет централизовать, да, то он оттянутая куда-то в одну сторону, вот эта вся перевес, да, который там происходит, чтобы его как-то отцентрализовать, его сначала в обратную сторону, как дернуть надо, да, туда, чтобы все вот это вылетело из головы. В противном случае это манипуляции вот эти, им нету конца и края. То есть это будет постоянно происходить, пока вот холодным душем там не облить там. Хотя, да, я сам себе тоже не позволяю там какие-то слишком какие-то эти вещи, но кто это делает, я как бы доволен, что есть такие люди. И, кстати, что тот суннитского толка, что тот шиитского толка, но в тот момент, когда не будет Израиля, они друг друга переубивают. Они себя убивали, они друг убивали, маечка. Мы же вот в Сирии видели, абсолютно там не надо ни суфистов каких-то, ни традиционного ислама. О шиитах вообще речи нету, там алавиты, я не знаю, кто угодно. Вообще этого не надо. Чисто вот эта ахлю сунна валь джамаа, салафитская тема, она просто гасилась друг с другом там. Никого там, никакого врага больше не надо. То есть они просто друг друга тупо мочили. Потому что там нету, это такая идеология, которая она ни к чему не приведет. Там нету, чтобы как-то жить, созидать, я не знаю, там творить. И что самое интересное, я добавлю, вас, Ибрагим, что, в общем-то, вот этот джихад, мировой джихад, да, который очень хорошо, и я туда возьму и ту же самую Аль-Каиду, которая хорошо обосновалась в таких странах, как Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Казахстан, что у нас там еще осталось из вот этих стран, которые, в общем-то, являлись теми убийцами, которые были в Сирии и тренируются, подготавливаются в Турции. И вот те, пожалуйста, как бы, да, сами себя убивают, ненавидят друг друга. И на тот момент, пока есть Израиль, они будут пытаться сделать все, что они могут, чтобы навредить нам. Не дай бог нас бы не было, они бы сами себя бы поубивали бы. Это то, что мы видели в Сирии. Это то, что мы видим в Афганистане, это то, что мы видим в Африке, это то, что мы видим в Сомали, в Йемене. Когда мусульманин убивает мусульманина, не лезьте в наши разборки, мы сами разберемся. Мальчик, мы сейчас с тобой разговариваем. Сегодня они убивают алафитов в Сирии. Они сейчас убивают алафитов, убивают курдов. Вот сейчас мы с тобой разговариваем. Друзов они не трогают. Почему? Потому что мы защищаем на нашей границе. У них не получается сделать. А вот сейчас они стреляют кому-то в голову. Осуждаю. Они вот тупо сейчас стреляют в кого-то в голову. Я за этим слежу уже несколько лет. Так что я прекрасно понимаю, из-за чего и как. Я тебе скажу, что именно алавиты, потому что алавиты были семья выходцы Асада, они алавиты.
И на почве того, что они сейчас Нет, делают. они относятся к шиитскому, да, это как бы это ислам шиитского толка, как бы, они отходят от шиитов. Ну, неважно, как бы, сейчас вот алавиты, где живут, они там тупо их сейчас по ним проходятся. Но еще раз я тебе скажу, что есть несколько причин, почему они это делают. Первое, почему? Потому что они были у власти. Второе, это потому что они шииты, шиитского толка. Третье, потому что просто сборище ублюдков, которые туда понаехали, им надо дать выплеск своей энергии, либо они сметут ту власть, которая их призвала туда работать. Потому Нет. что если ты не дашь им, если ты им не дашь вот это вот, знаешь, когда они уже привыкли морать свои руки в крови, если ты не дашь им выплеск эмоций, они пойдут на тебя. Маечка, там, да, я вот знаю, это 100%, как бы, там тема религии. Вот там они своей религии даже давить, как бы, не важно. Вот если другая религия где-то рядом присутствует, они просто и давят своей религией ту религию. Да. Я тебе кое-что объясню, извини, по поводу Сирии, потому что по Сирии мы сделали хорошую работу. Так вот, у Сирии было несколько возможностей, как развиваться после того, как снесли Асада. И первое, это было, да, оставить все как единое государство. Вторая, это разделиться на разные государства, включая дать курдам свою независимость и друзам. А третья возможность, это была федеративная республика. Окей? И никто бы не дал бы им, да, это как бы возможности, да, те три возможности, которые могли бы быть. Но никто не дал им сделать ни федеративную республику, не дать возможности поделить Сирию. Почему? Потому что в Сирия это такое место, с которого ты можешь, в общем-то, дотянуться до всех остальных стран. Сирия это то государство, которое близко всего к Израилю. Сирия это нефть ископаемая и все остальное. И если ты Сирию не сдержишь как единое государство, ты потеряешь Ближний Восток. Нет там никакой нефти, какая там нефть в Сирии? Нет там нефти. Какая там нефть есть? Нет Есть, там нефти. все нормально. Есть. Я тебе еще раз говорю, если ты потеряешь, дай мне договорить, если ты потеряешь Сирию, ты потеряешь Ближний Восток. Что такое Ближний Восток? Это шелковый путь. Ну там да другое, да, это да. Ну так, дай договорить. Если ты потеряешь Сирию, ты потеряешь шелковый путь. Ты потеряешь, когда шли на войну с Ираном, уже подготавливали Сирию, уже знали, что Сирия будет той страной, через которую пойдут газ и соединит Израиль с Индией. Понимаешь? Я уже затрагиваю те темы, которые, как бы более такие обширные, более серьезные. Поэтому никто не даст. Поэтому воспользовались Турцией, поэтому поднялась вся та волна, которая сидела в Турции в лагерях и сметала все на своем пути, чтобы оставить Сирию объединенной. И больше тебе скажу, взяли того конченого подлеца, который полностью, да, обмазан в крови, и поставили его во главе государства. Им по барабану, да, сколько у него крови на руках. Главное, что это их ставленник, и все. И он будет делать то, что им надо. Вот и все. В любой момент его можно убрать. Абсолютно в любой момент его можно убрать. Но на данный момент он очень выгоден. Он хорошо подготовлен, и он очень выгоден. Почему меня Нина ругает постоянно? Вот почему она сидит и критикует? Мальчика, поговори с Ниной. Вендедер шалом, шалом. Шалом кафир. Приветствую вас. Приветствую, Вендета. Она постоянно ходит, как мой личный критик. Короче, вот у нас, да, вот в нашей вот этой теме, скажем так, вот то, что сейчас начали вот это уже там, с 2022 года, скажем так. Вот эта тема, она бьет по каким-то простым рядовым верующим, да? Вот простые там чеченцы, там традиционные каких-то верований, которые придерживаются. К сожалению, и вот эти, в частности, вот эти все исламисты, они именно им начинают по ушам ехать. Типа, вон, смотрите, там, они против религии, они против вас, там, туда-сюда. Хотя эти их живем сидят, если как бы у них получится, да, там, как-то к власти прийти или вообще на какой-то этой территории обосноваться. Но при всем при этом вот это хитрый такой подход, да, чтобы вот этих простых там традиционных каких-то верований придерживающихся, они их там подстрекают. Вот смотрите, это то, все. Я просто по личному опыту знаю там общение с людьми там какими-то. Вот такая вот там тема происходит.
Ну, к сожалению, вот приходится бить по всем. Вот таким, как Виндетта, да, кто жестко этим занимается, вот, Армат, там, другие. Приходится бить по всем. То есть попадает по этим тоже, да, по невинным каким-то. Ну, по-другому просто не получается. И вообще вот эта вся ситуация, как вот наш народ радикализировался, радикализируется по сей день, да, вот это продолжается. У нас такая некая односторонняя, ну, игра в поддавки происходит. То есть односторонняя вот это вот такая сдача всех позиций. Почему? Потому что когда начинают хейтить традиционную версию, да, там, исламу, вот то, что чеченцы практиковали, и там, скажем так, обозначать несостоятельность, какие-то моменты вот эти в дискуссиях или в каких-то там скандалах, спорах, то вот эта другая сторона, да, которая придерживается там традиционного взгляда, она вынуждена вот играть в эти поддавки, потому что оттуда тоже может то же самое, скажем так, по такой же логике можно бить и по этой стороне, да? Там, когда пытаются с помощью логики показать несостоятельность вот таких традиционных учений, то точно таким просто там даже еще хуже можно долбить по вот этой стороне, да? Но этого не происходит. Почему? Потому что вот эта традиционная тема, она основывается на фундаменте вот этого истинного ислама, да? И поэтому получается, что если какой-то спорщик или скандальщик, или когда вот эта дискуссия какая-то происходит, этот не может это же применять в отношении вот этого своих оппонентов, потому что он сам себе в ногу стреляет, то есть бьет по своему фундаменту. И поэтому эта тема, она вот так вот односторонняя, как бы игра в поддавки идет постоянно. И какой-то другой, да, способ, чтобы это все решить, как-то красиво, как-то доказывая или обосновывая, это не получается. То есть приходится бить по фундаменту. И поэтому попадает по всем. Ну, только так вот, других методов там нет. У меня вот такой вот вопрос. Можно, да, вопрос? Зеро, я тебя перебил, извини. Просто скажу, заложники догмы, эти вот, можно сказать, почти 80, может, 90% чеченцев, это обычные такие, как бы, ну, этнические, наследственные мусульмане, и они заложники этой догмы, как бы получилось. А вот у меня вот такой вот вопрос, да, вот до этого были ваххабиты, да, вот от начала 90-х пришли ваххабиты и начали разносить всю эту заразу, как бы, да, вот по Кавказу. Теперь они же все-таки переоделись, как бы, да, те же самые ваххабиты, которые были на тот момент, они сегодня уже не выглядят так, как ваххабиты. Сегодня вот мы как-то это обсуждали, а сегодня вот у Вендетты, по-моему, это было. И сегодня они ходят в галстуках. Но они еще живут, как бы, да, они живые, они сейчас находятся в политике, как бы, так глубоко прям в вашей политике, чеченской политике. Вот, ну, с Божьей помощью Ичкерия получит свою независимость, и все будет нормально, как бы все люди вернутся к себе домой. Вот эти вот в галстуках, им забудут то, что они раньше были там с бритыми усами там, и с длинными бородами. Они же вернутся как бы туда, но просто по-своему будут всю эту херню, как бы, но в конце они принесут то же самое, да, получается. Лазарь, внизу видишь, как подгорает огромный мусульман из-за того, что просто чеченцы общаются с евреями. У них уже там полностью чесотка начинается. Ну да, вот видишь, у них антисемитизм проснулся. Как бы. До этого они кричали, что все нормально, к евреям хорошо относимся и так далее. Тот же Кутаев, допустим, да. А сегодня он рассказывает сионисты, там, блядь, фашисты и так далее. Они начинают просыпаться. Как бы. Ну, в них просыпается то, что они вообще пытаются на самом деле как бы, принести Кавказу. Понимаю, в чем дело? Но чеченцы это видят?
Спросить, что вам вообще сделали, вам, вашим предкам, лично тебе, что Юрий сделал, он будет вот, моргать, короче. Нет, ничего не сделал. У вас нету никаких доказательств. А вот про русизм, фашизм, который над нами творится, вот эта идеология, об этом не говорят. Об этом не говорят. Владик, там настолько все плохо вот с нашим обществом. Я много общался, это 100 раз говорю, озвучиваю. Вот даже взрослые под 70 лет, которые уже старики, женщины, которые внуки, вот так вот просто аккуратно спрашиваешь, там, сям, по родственникам, знакомым, где-то там передали, где-то. Общее такое вот ужасное состояние. Они вот женщины, вот сидят домохозяйки, да, вот что они знают про политику. Сидят и ненавидят евреев. Когда спрашиваешь, почему, объяснить не могут. Это просто какой-то кошмар с этим обществом. Они сотворили, прям вот взяли, вот пропустили через какой-то, я не знаю, объяснить это. Ну просто катастрофа в нашем обществе, действительно катастрофа. Это надо просто... Ну, такого, знаешь, Зеро, я бы не сказал, что повально вот так вот это. Не, ну не прям так, я сам знаю, что не прям именно так. В основном это как бы через религиозно вот это пропущено. Но есть, конечно, к сожалению, и вот вообще далекие тоже от религии люди, которые, вот как сейчас заходил вот этот Сирун, Лазик, вот Сирун здесь был. Вот такие сируны у нас тоже есть, к сожалению, вот точно вот такой же сирун, ты от него не отличишь от вот этого сируна. На самом деле они ничего не сделают, они не хотят, они сами по себе добрые люди. Вот просто вбили в голову, что вот это надо ненавидеть, вот куда-то там кого-то ненавидеть, и все. Да, поэтому все-таки важно вот это делать, вот эти дискуссии на вот таких открытых площадках, чтобы люди участвовали, чтобы тоже вот эти, у кого вот эта сирунская тема там в голове, чтобы они высказывали, что у них там в голове происходит. Ну вот пример, допустим, да, тот же самый Джулиани, вот то, что мы сейчас про Сирию говорили, как бы, да, это бывший илькаевец, потом игиловец, потом повстанец, потом стал президентом, и потом он галстук одел и так далее. Вот что я имею в виду, как бы, вот такие же есть, как бы, вот представители, допустим, вот Чечни, да, вот, которые сейчас убежали в Европу, и они такие же, в принципе, как бы, вот что я имею в виду, они же вернутся, ну, дай бог, опять же, еще, чтобы Ичкерия была свободна, чтобы все вернулись к себе домой, чтобы я лично мог туда ехать, вас встречать, и у вас там хинкал кушал, это что-то другое, как бы, да. А вот эти же люди туда вернутся в конце, и что там будет? Вот что я не понимаю. Что в конце там будет? Кто там будет вообще это в конце концов? Ну, если мы вообще-то не сможем вернуть хотя бы такой части общества, да, там, значительной части общества, вот это вот свое самосознание, хотя бы вот каким-то информационным вот таким образом, не противодействует вот этой политике, пропаганде сирунов вот этих, да, там, сирунской пропаганде, то никто никуда даже и возвращаться не будет, потому что там никого и не останется. Потому что с такой вот темой в голове никакого чеченского народа вообще не будет. К сожалению, да, я это говорю с сожалением, потому что это вот я сам часть этого народа. Мощная антипропаганда нужна. Ну, поэтому там не только антипропаганда нужна, там надо стариков-разбойникам, надо объяснить, как бы идите на пенсию. Да. Что было, то было. Ну, видишь, Лазик, вот эти старики, вот смотри, у нас тут в Европе достаточно много стариков есть. Они все молчат в подушку. Мне часть вообще, короче, обудулизировалась. То есть вот этим будулакством болеет. Яйцо слушает, курица слушает и яйцо, короче. То есть вот такое там тоже произошло. Ну, проблема в том, что вот этот институт старейшин, он поломан, понимаешь?
Вот эти люди, они как бы заложники. Там есть, да, нормально мыслящие тоже люди, все еще есть. Но этот институт старейшин, потому что он там в Чеченской республике могут старика даже избить. То есть старого человека, вот есть случаи, там избивали когда. Поэтому это, если вот в культуре нашей просто раньше хоть, я не знаю, даже подумать об этом было бы как бы уже невозможно, да, там, чтобы там старого человека избивал кто-то, да, там, или принуждал к чему-то. Ибраим, я тут с некоторыми антисемитами, ну, я слышу, ему лет 70-80, я с ним на вы разговариваю. Знаешь почему? Потому что оттуда я взял, ты что, с Кавказа. Я ему говорю, как бы, да, то, что я думаю о нем, как бы, ну, как бы, без матов такого, ну, так, ну, красиво, как бы, да, рассказываем, кем он является, как бы, без всего этого. Но при этом у меня вот почему-то внутри у меня вот привычка на вы разговаривать, да. Потому что мы взяли это оттуда. Вот это вот, да, то, что молодежь сейчас, я вижу, о чем ты говоришь. Ну, видишь, вот моя позиция, то, что я до этого говорил, я вот за такое, лучше перебдеть, чем недобдеть, если вы поймете. Короче, пока что некому там главенствовать, да, получается. Вот даже когда, дай бог, что все было свободно, там пока что некому. Ну, главенствовать есть кому. Это не проблема там вообще. Просто Ну, сейчас эти лезут такая... вперед все. Да, эти, да, 100%. Эти лезут и вперед, и плюс вот эта вот тема, да, там, знаешь, много моментов. С одной стороны, вот эта исламистская среда, она перехватила как бы инициативу. Они сейчас там позиционируют себя как сторонниками Ичкерии, там. Они самые первые враги Ичкерии. Они сделали все, вот это вот именно религиозная среда, она делала все, сделала и делала все, чтобы упразднить вот эту государственность, чтобы вообще ликвидировать это, чтобы Чеченская республика, там ее превратить в эмираты какие-то вот эти исламские, там часть халифата и так далее. Это самые первые враги и противники. Сегодня они эту тему, за нее пытаются зацепиться, да, там, спрятаться за ней. Почему? Потому что их, к чему их вот этот ИГИЛ привел сегодня, мир увидел, и эту радикальную среду их начинают везде зажимать. Они поэтому начинают прятаться за национал-освободительным, да вот таким вот. Больше для них вообще там Ичкерия, вообще чеченская тема, они плевали. Это для них лишь как бы такой плацдарм, да, для паразитирования. То же самое он в Украине, там какие-то в Украину, которые там батальоны, не батальоны, я не знаю, лезут. Я понимаю, там есть и нормальные ребята, которые, скажем так, чисто вот это, там, украинцам помочь и так далее. Но они попадают опять в вот эти группы, да, в батальоны эти религиозные. И там им потихоньку, короче, приходится подстраиваться под это дело. Это же самое и у нас там было, когда вот это партизанское движение было. Там ребята вообще далекие от религии, они потихоньку, когда попадали, скажем так, в эти ряды религиозные, вот эти там, джамааты, они как в ловушку попадали, понимаешь? И потихоньку там вот обрабатывались и вообще меняли взгляды и так далее. Ибраим, я скажу честно, вот это, когда вы сейчас рассказываете, что Украина помогала нам, как бы, ну, вам я имею в виду, да, вот эти УПА, я к ним отношусь очень-очень прям плохо. И вот этот хрен, которого в конце убили, как бы, да, как его звали? Тоже помнишь в этих документалах? Сашка. Сашка, да, вот этот Сашка. Да, он вообще негативный персонаж. Это такая мразь была конченая. Просто конченая я его мразь. как бы мразь, я все-таки не хочу его от себя, да, тебе я не могу. Ну, не важно, это я говорю, это не ты говоришь, да. это я говорю. Это от я себя говорю. я так не хочу говорить, но он... об этом. Да, но он был очень негативной персоной в Украине, потому что он антизаконные вещи там
каких-то этих прижимал там политиков, там даже Да, видеоролики есть там какие-то. рекетируются, Это не рекетируются ненормально. такие. Да, это бандитское, это ненормально. Это Ну, наоборот. кроме того, что негатив бандит, делает. он был такой чистый, вот такой отморозок. Знаешь, как есть такой дацик, это в этого тоже вот такой этот... Ну, тут его там везде пока рыжий Тарзан, такой типок, Просто это попытка как бы... Просто Да. вот я знаешь, чего сторонник изначально, да? Я просто понимаю, что Россия хочет именно негативно вот так против чеченцев противопоставить и украинцев, и евреев, и грузин, и вообще все мировое сообщество. Потому что им с этих позиций потом очень легко нас мочить. Извиняюсь за откровенность, да? Поэтому они изначально с 2014 года какие-то там батальоны Восток, Юг, короче, не показывают своих этих, я не знаю, там, свое вот это солдатье, да, военщину. Они именно пихают, короче, вот этих вот, да, там, кадыровцы, там, чеченцы. И потом мы здесь с украинцами, когда пересекались, общались, я, например, всецело поддерживаю украинский народ за свой, просто за борьбу, за свободу, за самобыт, за вот этот выбор в цивилизационный мир, да, там. Я не поддерживаю какой-то там национализм, имеется в виду нацизм, да, национализм, это нормально. Какие-то нацистские настроения или, ну, короче, там... Ну, вот упал Цой, это чистые нацисты, да. Надо да, это да, признать. Это чистые нацисты. это очень негативная тема. Это если брать, допустим, там якобы рассказывают, что русские, как бы, да, они могут с них пример брать, да, и рассказывать, я что... мысль просто, пока не забыл, я хочу сказать, что я лично, и я, там, и здесь наши другие соратники, мы пытались вот это дело, его как бы переломить вот это вот, то, что происходит, да, и здесь там на митингах с украинцами им объяснять, что там они сначала шарахаются от нас, мы там со своими флагами специально приходим, то, что чеченцы поддерживают, хотим показать, и там бабушки каких-то этих подсылают, они спрашивают: ребята, что у вас за флаг там, чеченский флаг, ой, а почему вы нас убиваете, там вот такая тема, да. И у тебя появляется возможность объяснять людям, да, дискутировать. Вот смотрите, мы сами там преследуемые. Вот этот режим, который там установлен, это как бы это Россия, то есть российская армия. Мы не можем на это повлиять. Или как чеченский народ, он вообще с украинцами, у нас нету вражды. И вот так поменять вот это вот, скажем так, негативные вот эти все такие настроения. Поэтому вот такая вот тема, да. А вот то, что ты говоришь, это Сашка Вилла, это очень негативная персона, я тоже понимаю. Просто попытка нащупания, скажем так, каких-то общих этих. Не, ну кому он вообще, какой политической партии как бы он придерживался, они не просто негативные, они это чистые нацисты, да, скажем так. Ну, неважно, да. Опять же, я знаю, что в Украине очень много в Чечню, извиняюсь, очень много украинцев. Там, Лазик, сами украинцы, вот они сами негативно относятся к этой персоне. Больше там говорить нечего. Просто точно так же они пытаются вот найти, там, нащупать, попытаться там тоже какие-то эти моменты, да, что типа украинцы тоже там помогали там чеченцам туда-сюда. Там и без этого какие-то гражданские. Потом есть выступления некоторых политиков, которые четко понимали на этот момент, что происходит. И их какие-то высказывания, этого достаточно. И сегодня понятно, что там в чем-то оправдываться ни у кого нету смысла, потому что во всем мире о нас информация, она очень такая скудная была, отсутствовала. Ну, просто... Понятно, Я в что 15 году был на Майдане. В 15 году вот я приехал, получается, через год после того, что происходило. В 15 году я вот был там, и там, по-моему, был этот день железности, как это говорится? Нет. Короче, да, вот так вот, да. Вот я был там. Это, конечно, так, да.
Нет, Как зачем? вечером весело, как бы, вечером очень весело. А потом ты там проходишь в часиков 12 час ночи, это просто был пипец. Так кричать. Очень важно всем кафирам валейкум, а всем настоящим мусульманам салам алейкум. Валикум, Я поднялся сюда, я поднялся сюда ругать Так, злостных экстремистов. Я тоже, один момент. Как кафир, уже, скажем так, нареченный, да? Ну, так сказать, Это самое. именно кафир, я, собственно, хотел. Отвечаю приветствием тоже кафиру ва алейкум. Я русский мусульманин, и я хотел поговорить с антитеррор Мы Черри. не сомневаемся, мы не сомневаемся. Alhamdulillah. Шмаков наш брат мусульманин, алхамдулилlah. Икер Шмаков тоже наш брат, муджахид из ФСБ. Один вопрос к русскому. Есть, у вас есть такое выражение, если ты не мусульманин, то ты не русский? Не знаю насчет этого выражения. Я принял ислам, я вообще хочу стать арабом. А ты можешь стать арабом? Рассмешил. Не, он может стать арабом, почему? Ну это Меня нормально, рассмешил это просто. нормально, это нормально. Это мы Ты тебе можем помочь. ты должен, я не знаю, ты как бы вообще в общем, как Так ты- вы надо кафиры- принять, надо принять семя надо принять. Вы арабское. кафиры вообще там офигели? Я могу хоть слово вставить? Конечно. То есть вы злостные сионисты, убиваете детей в Газе, а вы... Не, я тебе просто сосунки как человек, который кафирские. проживает здесь с арабами, как бы, я тебе могу рассказать, как сюда приезжают некоторые русские, как бы, принимают семя, как бы, и становятся арабами. Секундочку. Можно, пожалуйста, вопрос? Во-первых, представьтесь, скажите, как вас зовут, откуда вы? В бывшем меня звали Тимофей, а теперь меня зовут Мухаммед Абу Зубейда. Вот, пожалуйста, Мухаммад обращайтесь Абу ко мне. Зубейда. Ничего себе. Ну, у тебя отца не зовут Зубейда. Твоего отца не зовут Зубейда. Мухаммад, нет проблем. Моего Абу Зубейда ты отца не можешь не важно, быть. как зовут, у меня их было два. Ну, поэтому, да, не прикалывайся над именем, да, и я знаю, кто такой Мухаммад Абу Зубейда. Подожди, поэтому как не- это? Это как в этом, про Арнольда фильм был, «Близнецы». Вот так, что ли? Шварц. Да. Вы что там, кафиры, охерели? Я с вами Так разговариваю. подожди, замолчи, пожалуйста. Ты пришел на стрим, веди себя подобающе. Это вы Окей, меня если ты хочешь, чтобы с перебиваете тобой вообще-то. общались. Помолчи, я сказала. Если ты хочешь, чтобы с тобой общались нормально, тогда веди себя подобающе. Нет? Так я подобающе Если ты себя хочешь веду, остаться, вы разговаривай что-то говорите. красиво. Я хочу тебе задать вопрос. Я тебе хочу задать вопрос. Скажи, пожалуйста, как нужно стать арабом? Здравствуйте. Просто. Арабом можно стать просто. Здравствуйте, не мешайте ему ответить. Да, как можно стать арабом? Да, надо принять ислам, одеть куфию и завести 4 жены. И вот, собственно, желательно их насиловать по всем законам ислама, потому что женщина в исламе является пашней. Я могу на эту пашню приходить. Осуждаю. Не прикалывайся так. Я уставал. Прикалывается. В смысле прикалываться? Я что-то смешно, что ли, тут, блядь? Вам что, смешно тут? Ну, мне очень смешно. Меня зовут Мухаммед Абу Зубейда. А как насчет рабов? Рабов будешь заводить? У меня будут рабы кафира, я считаю, это будете вы. Мухаммед, можно вопрос? Да, дитё, задай вопрос. Как вы относитесь к Аллаху? Крайне положительно. Я считаю, Аллах дарует нам жизнь, Аллах дарует нам джихад. Собственно, во время джихада я хочу парочку рабов и приобрести. Дай Аллах, будет в ближайшем времени джихад. Что такое джихад? Что такое джихад маленький, что такое джихад большой? Война против вас неверных кафиров. Джихад, иди в окопы, ахи. Украина джихад. Собственно, вы что-то говорили про моего отца. Сразу хочу сказать, да, моего отца не звали Зубейда, потому что у меня их было два. Одного вот. Но вообще я приверженец ислама. Извините, а кем были ваши отцы? Еще раз тебя спрашиваю, что такое большой джихад и что такое маленький джихад? Большой джихад – это когда кафиров ебут большими членами, ну, я так предполагаю, а маленький джихад – это когда, микропенис, то есть от 10 сантиметров, я так думаю, по исламу, и вот это будет маленький джихад. Что ты знаешь о исламе?
ислам – это истина. Что такое маленький джихад? Боже, где вы взяли такого? Где такого идиота? Он местами то прикалывается, зашел прикалываться, троллит. Не нас троллит. Он хорошо, он любит Аллаха. Он любит Аллаха. Он любит Аллаха. Он сам, он живет во имя Аллаха. Вы о чем? Не издевайтесь над человеком. Он живет во имя Аллаха. Аллах его папа. Тихо, дай лазик, ты тоже куда лезешь? Подожди, у тебя буквально друзья мусульмане. Ну, у меня друзья, причем все другому. Не, ну что ты издеваешься над религией? Типа, ты я только что, я издевался над религией? Ну? Искривляешь как бы. Нет. Так, смотрите, я имя Аллаха, смотрите, нет. один момент. А если знаешь мое имя, секундочку, не, подожди, секундочку. Ибрагим, с твоего позволения, Зимба, послушай меня. Если ты меня знаешь, и ты меня хоть раз я здесь слышал, то ты слышал, что я говорил. Искривлять имя Аллаха, это не я искривляю, а те мусульмане, которые говорят, что во имя Аллаха надо убивать. Значит, тот Аллах, это не Бог ни в коем случае. Это называется какой-то его там сатана и так далее, который призывает его к этому. Вот в этом манере то, что я говорю. То есть ты хочешь, что любая война, которая во имя Аллаха... Война во имя Аллаха, нету такой войны во имя Аллаха. И у нас тоже нет войны во имя Всевышнего. Я не верю в такую войну. Тот, кто кричит, что я убиваю во имя Аллаха, тот сын сатаны. Вот так я говорю. Слушай, у нас жизнь при чем с религией? на религии. То, что он идолопоклонник и верит в какого-то сатану и называет его при этом Аллахом, что я виноват в этом? Я не понял, в чем проблема? В чем твоя проблема, когда ты делаешь мне замечание? Основываясь на религии, вести войну, в чем проблема? Основываясь на религии, а почему ты мусульманин, правильно, Зимба? Ну да. Все, а если ты приходишь ко мне и убиваешь меня и кричишь Аллах Ахбар, что Аллах. Ты же с ним не согласен, правильно? Что это Аллах. Правильно? У меня к Пхармату слово. Не, хорошо, ты мне сделал замечание. Ты услышал меня? Я тебя услышал, но на своем месте я бы все равно поступил. Нет, на моем месте не надо. Я свои слова умею подбирать, я знаю, что я говорю. У меня друзья есть мусульмане, и их Аллах, это не тот Аллах, про которого тот хрен кричит, когда кричит Аллах Ахбар, идет меня убивать. Это не тот Аллах совсем. Это два разных Аллаха. Я не знаю, почему он его Аллахом называет. Но я ему лично говорю, твой Аллах сатана. Это не Аллах. Аллах это вот имя Всевышний. Это просто Всевышний, правильно? Если на русский перевести. Я говорю, твой Всевышний, конкретно твой. Твой Всевышний это сатана, это дьявол. Все. И хочешь, я тебе на русском это буду говорить, какая разница? Все, ладно. Все. Договорились? Договорились. Хармат, ты здесь? Так, один момент. Друзья, все, кто здесь прикалывается, всем добро пожаловать, приходите, добро пожаловать, будучи свободными. Но у нас правило не употреблять матершинство. Так что, кто хочет общаться, дискутировать, пожалуйста, без матершинства, без мата. Хорошо. Я же матерился, правильно? Я вроде не матерился. Правда, уже... Не, все нормально. Просто вот новые зашли, там кто, я не знаю, подшучивает, это нормально, но не материться главное. Честно сказать, уже этот порог перешли, ну ладно. Так, Хармат, ты здесь, а? Хармат. Антитеррор. Я за него. Алхамдулилля. Мы с тобой два муджахида. Мы на Швамбаль бен Хамбале. У нас джамаат. Слабо верится, что ты мусульманин, но ладно, смотри. Я могу доказать тебе, кто тут мусульманин. Хочешь проверить? Ладно, подожди, смотри. Я сам не идеальный мусульманин, но сейчас за другое. Вот у Бхармата, какая тактика, да, так скажем, как он ведет разговоры, как он делает свой призыв. То есть в его интересах что? Чтобы люди не были мусульманами. То есть для него это такая себе религия. Неужели через оскорбление можно заставить кого-то отказаться от религии? То есть неужели нельзя обойтись без оскорблений? Тем более его даже трудно в ответ оскорбить, потому что у него родители, насколько я знаю, мусульмане. Да, вообще пророк сказал не оскорблять вообще чужие родители,
А тут мусульмане приходят, я твою маму, я твоего отца, я твою сестру. Короче, я ему привожу 5973 море. Да засунь себе этот хадис и Бухари вместе в одном месте. Вообще, короче, плевать оттуда. Смотри, ты сейчас берешь, судишь как бы одного человека, то есть всю религию по одному человеку. Это вообще неправильно. Не, они все приходят от имени религии. Почему-то кафир не приходит и не говорит, что я вашу маму, короче, что-то сделаю. Именно мусульмане. Прикалываешься? Я весь день сижу на этих религиозных эфирах. Кафиры еще как матерятся, ты бы видел. Вы даете Антитеррор мне еще. право так делать. Вы. Не, честно, вот меня очень сильно интересует, как через оскорбление, да, вы пытаетесь призвать людей отказаться от ислама. Это вообще... Да, я просто читаю хадисы, аяты. Вот ты-то ладно, вот твой дружок, вот этот антитеррор, он далеко не так Ну, делает. посмотри, как происходит. Он читает с источников оригиналов, а потом его оскорбляют. Вот так это Я происходит. понял. Ну? Когда Бхармат говорит, это религия для тупорылых людей, хотя есть даже Ну, мусульмане, потому что его оскорблять первыми они начали. А когда Понимаешь? я его оскорблял, я его вообще не оскорблял. Подожди, Я захожу- причина... Ну, при чем тут ты? При чем тут ты? У вас же миллионы. Ну, У вас же миллионы, он один, он озвучивает аят, хадис, его начинает оскорблять. Он будет тебя выбирать оттуда из толпы или что? я не понял. Вот, то есть, Причина- если, один, смотри, если один причина- человек оскорбил, надо вообще Ты всех знаешь- оскорблять, да? Ты знаешь, что такое причинно-следственная связь? Ну, Вот, смотри, чеченским народом вот, с помощью ислама потеряло государство, чеченский народ. Бхармат один из немногих, который выступает за вот, восстановление чеченского общества. Он начинает просвещать чеченское общество вот, в контексте ислама. Озвучивать как есть, в точности, до запятой, до атома, там, точности аяты и хадисы. В ответ его начинает оскорблять. Вот, ты почувствовал причину и следствие? честно, я И всё. вообще ее не почувствовал, потому что, когда заходишь к нему на эфиры, там очень часто даже не сидят мусульмане, понимаешь? Вот смотри, вот ты даже не почувствовал, поэтому вас тупорылыми называют, понимаешь? Да Потому что подожди, даже- да ты дослушай хотя бы, ты дослушай. Ну смотри, Вот. ты слышал, что я говорил вообще? Да, я слышал, да, я слышал. Смотри, вот ты откуда? Ты откуда? Азербайджанец я. Вот смотри, Азербайджан, смотри, с помощью ислама, допустим, с помощью идеологии ты лишаешься государства, твое государство оккупирует. Ты уезжаешь на безопасную территорию и начинаешь, зная причину оккупации твоего государства, начинаешь эту причину озвучивать, освещать, короче, и доносить до людей. И потом тебя начинает оскорблять. Вот ты часто чувствуешь, о чем я говорю? Я тебя понял, но мой случай совсем другой. Смотри, Ты лишился государства. смотри, ну ты понимаешь? куда уходишь ты? Подожди, смотри, у Бхармата Так как это и происходит? есть причина, Он это и включает есть эфир. причина. Да ты дослушаешь или как? Да я не буду слушать, ты слушай меня. Мы лишились своего государства. Ты понимаешь, государство? У тебя есть государство, у нас нет государства. У нас нет родины, нас лишили. Нас Да это преследуют потому, по что всей вы на планете. Северном Кавказе, вы на той части. какая разница? Ты Нет, хрен да. можешь государственный. Подождите. Вот, Зеро, я не понимаю, что ты пытаешься объяснить гостю. У него был вопрос, можно ли через оскорбление заставить человека оставить религию? Ну, может, можно, может, нельзя. Ну, не знаем мы. Ну, все, но ответ есть на вопрос. Что ты ему пытаешься объяснить, я не понимаю. Не, он хочет ему сказать, что у нас как бы нету выборов, там, нянчиться, играться. У нас ситуация... Вот Бхармат, который уже давно этим занимается, он, наверное, он думал об этом, пытался там и так, и сяк. И это, короче, ну, если ты волнуешься за просвещение людей, то ты тоже можешь в этом принимать участие и по-красивому с людьми общаться там. Не знаю, в чем там проблема.
Интересно, сейчас там он, да, все живет в Бразилии? Ну, говорят там, что в Бразилии он там купил сахарные плантации. Так вернуться он как бы не может, да, как бы он незаконный. Он может вернуться, он же там с Путиным дружит, он там Путин. Просто он именно в Калмыкию ему не может вернуться, там много людей, которые ему хотят предъявить. А так, конечно, ему ничего не сделает, потому что у него крыша сильная, там Путин крышует, там его там. Ну, А с Путиным он как бы дружил, да, когда уже Путин пришел? Да, он же пересидел Ельцина, еще Путиным пересидел, не пересидел, еще при Путине был президентом. Он же шахматный город построил, вот этот, короче, там, шахматную олимпиаду всемирную первую в России провел, там, короче. Такой, короче, шоумен, аферист. Я не знаю, почему он так чеченцам помогал, не знаю, почему он квартиры давал там, калмыков выгонял, а чеченцев заселял. Короче, так делал. Из-за этого на него тоже там злые. Так, кто у нас? А вот еще Люйохуг и Вендетта хотят тоже. Так. Маршал вышел, так, дышал. Ну, маршал. А еще я хотел бы сказать насчет это пошедшая тема, но все равно насчет этого скручивания брюк. Раньше, по идее, брюки не были, платья были. Они в платья ходили, это тоже нововведение. А сейчас они начали это говорить. Вот у нас ботинки, потом брюки, они же, как этот платье же, ты не ходишь по улице, и она все как подметает под собой сзади. А у них это платье, а у нас брюки. Но они так подменили это, что скрученного брюк это как ваххабизм. Хотя они завезли к нам ваххабизм, но они туда и включили этот, как это вот эта вещь, которые говорят, скручивание брюк. По идее, раньше брюки вообще не были у них, только платья были. В смысле подкатывать? Да, подкатывать. А носки заправлять? Носки тоже. Ну да, кстати, ты хорошо это подметил, потому что если следовать сунне, да, там нужно было не штаны подкатывать, а платье просто одевать короткое. Да, там у них платья были, там есть такой хадис, один человек, как с пророком, в то время он с пророком молится и быстро уходит после утренней молитвы. И один раз пророк спрашивает, почему ты так после намаза уходишь, не делаешь тасбих, ничего, а сразу, как салам дали, уходишь? Тот ему отвечает, у моей жены одно платье, поэтому я сразу ухожу, чтобы она дать ей, чтобы она помолилась. Вот так вот. И еще у них, когда торговля была, они торговались, у них было как у нас доллар сейчас есть, как привязано к золоту или серебру, или к нефти. А у них рубашки были, вот эти платья были. Все они относили к платьям. Хоть лошадь продают, хоть верблюда покупают, только платья вот так. Так что это тоже нововведение, хотя нам так они не говорят, что скручивание брюк – это нововведение 100%. Кензо, а много чеченцев у вас живет там? Дома-то дали там? Сейчас нету почти мало, потому что, ну что уже сейчас за сколько это в начале 90-х годах началось, и до 2010-х годов где-то жили, да, много было, очень много. А потом они уезжать начали. вернули квартиры и уехали, да, правильно? А эти у вас... Эти квартиры им не подарили же, им как дали жить, ну как. Не, они вернули квартиры и уехали, правильно? Ну да, они оставили, уехали, конечно. А что ж вам так вам плохо было, я не понял, там, ну дали им квартиры, пожили, из-под войны приехали там.
Почему Нет, там вам так просто, плохо было? там, я же говорю, там был один район, где уже жили калмыки, которые дома утопили, ну, море вышло с берегов, дома утопили. И он взял этот гад, короче, этих калмыков выкинул из квартиры, чеченцев заселил. Из-за этого скандал был. Там где-то квартир 20-30. Ну, там скандал устраивают из-за этого. Не Вот из чеченцами, а из этого, из-за того, что он выгнал там, получается, семьи, и где-то через пару месяцев только им нашли жилье. Ну, он типа говорил, что чеченцам нужнее, потому что вы тут у родни поживете, а они типа без никого, типа пускай живут. Ну, с одной стороны, правильно, но с другой стороны, он просто как бы... Деньги же были у него, что он не мог там квартиры дать таким, или построить, не знаю. Ну, я думал, вы юрты поставите. Ага. Да, коней привезли. А это у вас же там тоже ваххабиты были, по-моему, да? Ну, они у нас лечились, да, в больницах, жили у нас. Да. Много было. Они лечились и назад ехали. Ну, короче, это... Прям они там... Откуда у них ваххабиты? Там приезжают чеченцы раненые, лечились. Не, там, может, такие были, да, которые просто, скажем так, сторонники независимости, там такое. Но я знаю, что ваххабиты тоже там были. Не, у нас пытались, да, там пытались ислам, там что-то было разговоры, там мечеть построить. У нас, кстати, ни одной мечети даже нету. Были разговоры мечеть построить, но сразу сказали, нет, живите, но мечеть строить не будем. И там ваххабиты выходили на митинг, типа Кирсан наш президент, да, там построй нам мечеть, там землю даже им хотели выделять. А они в носки заправлялись, это же ваххабиты, да, там штаны в носки, там без усов, борода. Да, это ваххабиты. Я знаю, да, там были, потому что там вот они приезжали митинговали. оттуда. Да, там тоже было. На митинг выходили, там человек 200 было их, там человек 150, они там ходили, орали, мечеть хотим, молиться негде. Ох, я помню, когда... Прошу прощения, могу вопрос задать просто уже, если возможно. Извините, что перебиваю. Передаем, друзья, друг другу микрофоны тоже. Да, мне вот все просто интересно, почему вдруг арабов на их территории, где они проживали, да, я не думаю, что их было очень много. Потому что в песках, как говорится, народу, ну, там жить сложно. И как они умудрились взять и вот так завоевать, ну, не скажу, что полмира, но, по крайней мере, не маленькую территорию. С войной пришли на Кавказ, вот этот заставляли платить, как это точно сказать, джизят или как. Или же становись мусульманином, или же ставили условия. Как это удалось? Нет, как это или вообще? же не было. Ты становишься, не становишься, когда они Кавказ захватывали, они всех заставляли. Вот. И главный грабеж у них был. Я вот этот Главный вопрос... главный успех нападения без объявления войны ночью на спящих. Секрет Мухаммада. Хорошо, вот смотрите, их количество-то было маленькое. Как умудрились они деньгами или же как-то обманом взять, создать какое-то войско боеспособное? Я не думаю, что... Да. Сначала крали караваны, нападали сначала на караваны, оттуда богатство. Наш Мухаммад стал мультимиллионером и резко пошел в горы. Вот теперь подождите, я вот думаю, неужели вот, наши народы, допустим, Чечня, Казахстан и все, кто весла, как они могли повестись на определенные суммы? Меня все время вот это беспокоит. Сейчас на Украину напали, и что там получается? За деньги идут воевать же. Неужели, вот именно, что я и думаю, неужели наше вот это сознание до ислама, вот как они умудрились вот это сделать, чтобы создать войско, боеспособное войско?
Вот меня вот это всегда вот удивляет. Казахам Не, ну караван ограбил человека. Кавказа они забирали детей, из них делали воинов, мамлюков. Ну это понятно, конечно, Казахам же понятно. ислам же не арабы навязали, а сами же монголы, хан Узбек этот всем приказал принять ислам и все, объявил его государственной религией. И таких, как калмыки, вот вырезал, кто в Тенгрианстве был. Вот теперь возьмем узбек хана, да? Значит, какой-то в этом есть интерес. Ну, я Выгода имею в была, виду, да. параллельно Торговля. произвожу сегодняшние моменты. Значит, религия такова, что как бы она рабы. И ханом, конечно, узбеку было выгоднее. То ли свободный, свободолюбивый казак переводится как свободный Ну, человек, да. да? Или же, Понятно. допустим, быть рабом, подчинение, все. Вот меня все этот вопрос так все время думаю. И вот как бы сейчас, в нынешние вот эти времена, опять это происходит. Вот людям, когда говоришь, вот здесь ты неправильно, вот здесь не надо так делать. Вернись в свое исконное понимание, вот, которое наши 1000 лет тому назад наши так проживали нормально. У нас до того доходит, до маразма. Когда многие говорят, вот я бухал, и благодаря исламу я перестал бухать. Я говорю, слушай, ну не надо так думать. Вот они, мол, типа мы 5 раз мы моемся, а до этого мы не мылись. Вот до маразма абсолютного такого. Это вообще ужас, блин. Вот этот вопрос, конечно... Олег, извини, а ты русский, да? Нет, я казах. Вот когда я почему спросил, вот ты задал такой вопрос, да, там была такая идеология, что в то время людям нечем было заняться, большинство, и где зарабатывать. Такая была пропаганда, как Мухаммед украл этот караван, он, как Вендетта сказал, он стал миллиардером, потому что это очень большой караван был, и он говорит людям, что со мной мы сейчас нападем, будет трофеи. Если ты там умрешь, у тебя будут 70 чем-то гури, там изумруд здание, то все. А в то время они так верили, что после смерти тоже будет хорошо, а если мы выживем, трофей будет. Вот с этой пропагандой они вот так и жили, и почти до сих пор живут. Вот поэтому они за ним шли. Вот это две секрета. А почему я спросил насчет русских? Вот когда у нас была Первая война, я сам видел, они показывали по телевизору, как провожали своих солдат на поезде. Они ехали к нам, им сказали, что у нас денег, как листья на деревьях. Понимаешь? Когда они заехали к нам, они требовали денег. Не у всех же было денег. А кто говорит, что их нету, он сбился и там, как ведет себя слон в тарелочной лавке, он разграбил все, убивал, он серьги с ушей женщин отрывал кусочками уха. Вот такие дела были. Он поверил тем, кто им сказал, что у нас денег столько же, сколько листьев на деревьях. А когда было в то время, что они приостановили денег на Чечню, на наш регион, российский рубль, у нас же не было денег. Вот эта пропаганда вот так и действует. Я просто иногда думаю, мне кажется, это вот, по крайней мере, у казахов, у всех прилежащих народов, это, мне кажется, вот это какая-то идиотская тематика Чингисхана. Я вот читаю, все хочу найти в нем какое-то созидание. Вот что, когда он земли забирал, что-то будет города строить, что-то будет науку продвигать. И мне кажется, генетически вот в нашем, моем, по крайней мере, народе осталось вот это. Брат, а Чисто... там тоже Мухаммед говорил, что Ленин был шахидом. Мухаммед говорит, что пророк Мухаммед, что Ленин был шахидом. И на этом есть очень много фактов. Вот как сделать так, чтобы вот я, конечно, Европа, вот если из вас кто-то проживает, я не буду ее хвалить, там свои болячки хватает, все это. Вот почему так произошло,
что мы, как бы, вроде бы такая империя была, но я не буду говорить, что это чингисханская, это что-то там тоже невероятное, это вообще, по-моему, такой злой гений, непонятный. Но почему вот мы, вот этот евразийский континент, так проживаем хреново по сравнению с той же Европой, маленькой Германией или Австрией? Это вот для меня это вообще непонятно. Что делать для своего народа такое, чтобы он стал проживать интеллектуально, образованно и не знаю. Или веру, вот, допустим, вы говорите, в Ютубе выступает, ислам не так, не эдак. Но что он может предложить? Если конкретно может говорить, идите в христианство. В христианстве тоже хватает своих наворочек. Так куда вот человеку, простому обывателю, деться, чтобы так он проживал в культурной стране, где чистые дороги, красивые дома? Вот что делать? Вот самый главный вопрос. Вот как активным быть, политически подкованным, выборы должны быть. Приезжай, брат, в Грузию, приезжай. Киргизии там начинается, там захватил власть. Выходят быстренько сносят эту власть, хотя потихоньку учатся. Так же и вы, не сидеть там ждать. Ой, Грузия. Что вы говорите? Грузия при Саакашвили, насколько я понимаю, становилась Грузией. Сейчас этот президент, он сидит в психушке. Ну да. Они посадили его, взяли, посадили его. Кстати, россияне сказали, перехватили власть. А народ что? Кстати, Зураб, да, брат. Дайте тоже Зурабу высказать. Что сейчас с этим Саакашвили? Ну, остался год, он видит, брат, скоро уже видит. Ну, счастливо дали, скоро 5 лет уже сидит. Но он вообще там, я не знаю, больной, худой весь. Не, какой больной, брат. Не, худой, брат, тюрьмечный человек. Тюрьмечный. Ну, да. Ну, все равно он свое делает, брат. Понимаешь, что он делал? За что его посадили? За что? Ни за что посадили, и вы сидите, грузины, власти, брат, за превышение власти. Да, там было такое. Было такое, брат. Там было дело, купил он на эти государственном деле пиджак себе купил, костюм он себе купил. В чем это президент купил, можно было бы скинуться, отдать 10 раз больше денег, взять его. Это кто тебе сказал? Да нет, что ты рассказываешь, Иванишвили пришел под-русски, получается, вас загнал обратно в стойло, загнал вас. Подожди, Леха, не спеши. Он нас никуда не загонял, это власть или там народ. Он нам свободу принес, у вас, получается, коррупция была на высшем уровне. У вас в каждом послушай меня, что ты меня перебиваешь. Жили у вас вор в законе, ты живешь в Грузии, я живу в Грузии, я не могу понять. Ты живешь в Грузии, ты вообще знаешь мою страну. По каждом подъезде вор в законе сидел там, коррупция была у вас. Это понятно, но ты у грузина лучше же спросить, как там сейчас. Со стороны всегда лучше говорят, и видно, как будто что там было. Саакашвили поднял страну, я полностью согласен. Но это факт. было преимущество власти, понимаешь, он границу перешел и нарушал много чего. То, что вы не знаете, это внутренняя проблема, и вы не знаете. Да я знаю, ваших воров в законе загнал в тюрьму, он сразу вор в законе говорит, свободный, там были моменты, где он в тюрьме, там людей, короче, как бы вот это превышение должно... Он в тюрьме там было превышение должно... который с России сняли этот короткометражный, сняли там воров в законе, там избивают, он там никого не избивал. Вот тех нужно было, кто там нарушал закон, сажать, а не Саакашвили там гоняться. Лапшу на уши не вешай, не гони в фургну, какую-то сказку рассказываешь, ты сейчас мне загонял воров, воры все за границей находятся, во-первых. Так воры в законе убежали при нем у вас. Кто не убежал в тюрьме сидел. Убежал. Потому что он убрал здесь воровство, криминал убрал, да. Он страну поднял. Спасибо надо было говорить. Я же говорю, у вас кому надо спасибо вор в законе сидел. Не, ему и так благодарен грузинский народ. Но за преступление все равно надо ответственность. За течение 9 лет
Ибраим, там преступление, я там читал про них, преступление, которое дело предъявили. Он за государственный счет купил костюм. Какой костюм? Кто тебе это сказку рассказывает? Я А? тебе Русскую говорю. пропаганду ты читаешь, а? Читаешь, Да если ты я не не могу надо понять. рассказывать там, да. Вам Лехов, сделали, чтобы не было, Не было коррупции не такого, было. там пишут Пришел, русские. ты права приходишь, получаешь в одном отделе. У вас не нужно было ходить по паспортным столам, и права паспорт получали, на месте получали. Пришел, И час сейчас посидел, получаем. получил И сейчас документы. получаем. Так И он сейчас настроил получаем. вам механизм, построил, готовый Кто? механизм И поставил сейчас вам. просто и строим. Это Живем не красиво. отрицает, это же не И сейчас отрицает красиво никто, тоже что он живем. построил. И сейчас тоже живем красиво. Если власть что-то делает, это не значит, что народ, право власти входит. Понимаете, в чем дело? Вот и все. Есть свобода. Он сейчас через год выходит и делает все заново, поднимет и все. Он, как сказал, я как слышал, он собирается на пост кандидата. Да сейчас он выпустят его новичком, накормят, ни хрена он не выйдет оттуда. Может не беспокоиться. Я надеюсь, что он выйдет. и что- Не ругайтесь, не ругайтесь. Скажите мне это, почему в Грузии мусульман нету? Свободная страна, брат, приезжаю в Грузию. Я тебе отвечаю, здесь тебя никто никогда ничего не скажет. Машину оставь в открытой, вернешься на второй день, что бы там оставил, там и так и будет все. Это благодаря Саакашвили вам сделал это. Ага, да прямо благодаря ему, да. Почему в Грузии нету мусульман? Вот почему Мохаммед не добрался до Грузии? Вы можете вот это сформулировать, ответить у вообще? него не получилось. Не добирался. Немного Кто есть, сказал, что нет немного есть. мусульманов в Грузии? Есть. Кто сказал? Нет, я думаю, это не Нет, считается есть, такой есть, мусульманской. как- есть, конечно. Сперва персы пришли к ним, были персы у них. Потом и мусульмане там, потом персов Персы заменили. пришли, отсосали, уехали, потом турки пришли, отсосали, уехали, вот и все. А Мохаммед приезжал, что? Нас просто поумнели, скажи там. Уехали. Нет, так поголовно же нет у вас мусульман, правильно? Как, допустим, возьмем вот в Таджикистане, в Узбекистане, в Казахстане. Это христианская страна. Страна – это государство, христианское государство, православное. Вот, я и говорю. Всегда интересует меня, кто-то руки вверх поднимает, за что-то его подкупает, где-то страны говорят, идите, как вот выражайтесь, отсосал и езжай дальше. Вот эти моменты, если изучать и понимать, А где же те даст все-таки... на колени поставить, ни хера не получался. Вот я о чем речь говорю. Значит, надо понимать национальные особенности. Кто-то на деньги клюет, кто-то на женщин, кто-то... И вот когда это понять, и вообще нам всем дружить, будь то Израиль, будь то Ирак, Палестина, разницы нет. Я вообще за то, чтобы люди все дружили, общий язык находили, не делились ни на что. Вот и меня просто интересует иногда, как так получается, что вот так приходит маленькое войско или большое войско, кого-то подкупают, а где-то, допустим, нет, говорит, не нужны мне твои деньги. Хотя, если подумать, вернуться до исламский период, все были гордые, все занимались тем, что деньги не важно, важно духовное общение. Вот иногда я прямо вот думаю, почему так произошло, что теперь вот внутренняя страна, между собой непонятки идут. Ссорится ислам, христианин или же, допустим, иудей. Вот это вот вообще очень интересно. Не могу понять, честно говоря. Вот хотелось бы вот ваше мнение узнать, что происходит, почему так происходит. На это однозначно вопроса, ответа нету такого быстрого. Да есть ответ. Народ неактивный в Советском Союзе, забитые были, получается. Нужно активным быть в политическом смысле, я имею в виду. Надо голосовать, ходить, не сидеть там, какая разница, не сидеть, выдвигаться надо. Снизу это делается, эта политика делается снизу. На местном уровне выше подниматься, более умных продвигать там политиков. Не просто там, вот этот красивый, за него голосовать. Или вот этот наобещал с 3 короба, ни хрена не делать. Выходить надо и выгонять, если он не выполняет то, что программа должна быть у партии. Или там, если меня спросить, президенту вообще нужно номинальную должность сделать, парламентеры должны работать. Вот парламент, когда там из этих парламентариев выдвинули, они имеют право и контролировать. Ну, поставили там, кто будет примером, чтобы они имели право контролировать.
как называется там, Сенат. Девушки должны быть. Если судебная власть, она свободная должна быть. Если политическая там власть там в парламенте решает эти вопросы, законы должны издавать нормальные там. Туда выдвигать не просто так, он красивый чел, а надо умных людей выдвигать. И контролировать их должны. Там сразу в законе должно быть, если не выполняют свои обязанности, отзывать. Более активным надо быть просто людям. А нас в Советском Союзе одна партия там, она выдвинула вот одного человека, вот его и выбрали, там нужно сколько-то человек выдвинули. И больше все сидели, молчали. Махали рукой, не ходили на выборы. Но возьмем Чечню или же вот сейчас Украину, да? Активность, захотели так делать. Что в итоге получается? Вот мы видели по Первой Чеченской войне, что с Грозным. У нас мы нормально были, но Россия постоянно вмешивалась, получается, залезла. Они же не дали нам нормально не развиваться, не давали. Как Жахара выбрали, год или сколько, 2 он там побыл, и потом они оппозицию какую-то нарисовали, оппозицию, бегали они, ФСБшники, бывшие НКВДшники, КГБшники, бегали в Москву, оттуда получали указания, и там вот это вот устраивали типа оппозицию. Времени не дали там построить нам ничего. В 91 году только выборы прошли, все нормально, движение пошло. В 93-м уже оппозиция какая-то появилась. Им не нравилось, им хотелось России быть. Вот они бегали в Москву, Ельцин сам говорил, говорит, у меня из приемной не вылазили, говорит, называл фамилии этих, кто там был, дайте нам денег, дайте оружие, мы наведем порядок. Вот добегались, получается. Сейчас поставили он Кадырова. А сейчас спрашивают, вот тебе поставили Кадырова, что ты там сейчас не выходишь, на митинги не выходишь. Нет, вот смотрите, да, я понял. Вот Кадыров у вас в Чечне сейчас, да? Ну, страна отстроилась. Вроде бы это намного лучше, чем бы воевала. Я не поддерживаю ни ту сторону. Свобода где там получается? Вот слово, нет, может быть, народу не нужна свобода? Нет, подожди, как не нужна? У тебя 250 тысяч войск в середине находится, плюс еще кадыровцы к ним. И снаружи еще 100 тысяч находится. Вот в Украине идет война, эти войска не снимают оттуда. Мы всем вам республикам, 15 республикам дали время и возможность. Взяли на себя огонь, они думали там заскочить за месяц, порядок навести, и остальных загнать обратно в Советский Союз. Вот так оно и было бы, получается. Из-за того, что мы там воевали, они не смогли вот этого так сделать. Вот когда они смогли, вот напали, то на Грузию напали, получается, Гамсахурдия свергли, получается, поставили туда Шеварнадзе, вытащили туда, бандитов подогнали. Но их был выбранный, президент был Гамсахурдия, нормальный был президент, профессор был. Взяли его там, выкинули, поставили КГБшника. Также дальше остальные в Молдове устроили конфликт. Между Азербайджаном и Арменией устроили конфликт. Это же устраиваемый конфликт. Это не сами создали. Нет, я понял, да. Ну, допустим, вот так, чисто гипотетически будем думать, что Евросоюз, он же весь шикарно не живет, хотя они объединились. Там Германия, Франция... Как не живет у них шикарно? Иди работай и живи там нормально. Тебе кто-то что, не дает жить, что ли, там? Так у нас в Казахстане также работает... 300 тысяч чеченцев приняли, квартиру не платят, за свет не платят, за газ не платят. Не, он не об этом говорит, Леху. Он хочет понять, почему вот в странах Средней Азии, ну там постсоветских странах никак не могут, вот как в Европе, да, какую-то возьми систему. в Казахстане, почему нет? Вы, как и в России, они это, кто у власти был, похватал все, получается. Земли похватали, скважины там похватали, и сидят на этом, получается. И окружение там этого, как у вас этот был? Азербайджан.
Назарбаев там, он же там вокруг себя всех этих собрал, вас по джузам там получается, большой, средний, малый джузы. Вот Назарбаев был захватили калмык. Нет, хорошо, но я вам уверяю, при нем, если человек хотел работать, он работал и зарабатывал. Понимаете, вот тут, мне кажется, просто все зависит от человека. Вот я сейчас, раз мы немножко Грузию это как бы коснулись, я вот знаю одного великого, я прям так горжусь, что есть в Грузии такой народ, вот этот артист в «Мимино», который снимался, который прям просто-напросто, он был обласкан. Кикабидзе. Да, Но он был его уже обласкан нет, в России. он же умер. Да-да-да, земля ему пухом, славный человек. Я просто к тому, что Да. вот человек взял в России, обласкан был, прям просто там деньги, пожалуйста. Он все плюнул после этой войны, которая Грузия, он уехал на родину. Да, Смотрю на молодец. других грузин, Он которые даже там... песню спел по этому поводу. Да-да-да, смотрю на грузин, которые сейчас в России ходят, они как паяцы, выступают, поют за деньги. Видите, может быть, это как-то в народе, и вернуться надо, вот и почему я всегда говорю, к исконному пониманию, когда вот я приводил пример, как чеченцы здоровались, как казахи здоровались раньше. Вот в человеке, мне кажется, надо пробудить его исконную вот эту гордость за свою родину. За... Подожди, брат, Может... на минутку, подожди секунду. Да-да-да. Ибрагим, брат, Ибрагим, у меня к тебе просьба, вот этого заблокируй, брат, вот это внизу, который сидит, юзер 0.75 концепт, который есть. Он мою ногу оскорбляет, мою семью оскорбляет. Вот это юзер, который мне пишет сейчас. Вот видите, последний. Заблокируй его вообще. Да, он там родителей, походу, задевает. Да, родители тоже. Все, он улетел. Все, брат, спасибо, брат. Извините, что перебил, извините. Не-не-не, правильно, конечно, есть такие фрукты, которые всякую, ну откуда от них деться? Просто понимаешь, и поэтому Абхазия и Грузия же конфликт был, в 90-е у нас была же война, вот поэтому сидит сейчас материт нас, вот и все. А я, честно говоря, я когда был помоложе, когда во мне кипело, сейчас я возраста у меня уже большеватенький, я стараюсь на эти вещи, я всегда говорю, Бог простит, или Бог, у нас говорят, худайдан гайцин, пусть все вернется тебе от Бога, и хорошее, и плохое. Поэтому я как бы к этим отношусь. Не хотелось бы, конечно, чтобы воевали люди, убивали. Вот сейчас что происходит, это ужас, конечно. Просто поколение вырезается из той страны, это что-то невероятное. Вот это, конечно, не хотелось. Страшно, А конечно. сколько казахов у нас с области, с Оренбурга, с Омска, с Челябинска едут и умирают там? Не понимают за что. Одурманенные. Им говорят, они верят. Ну, как в исламе. Говорят, верят, все. Это было, есть и будет, мне кажется, среди народа. Да даже в основном, если бы они наверное, были мусульманами такими верующими, они бы не шли бы на войну из-за того, что это кафиры по исламу. Нет, в исламе же тоже одурманены. Я имею в виду это, что говорят, тут это так, это эдак. Есть у тебя гурии или же есть огонь. Вот выбирай. Страх. Человек и порождает страх. Не любовь к другим народам, не любовь к своему народу или же к природе, а чисто страх. Или я буду трахаться, извините меня, там, или же буду гореть в огне. Вот человек да, это... Поэтому я за то, чтобы вернулись к исконным. И русские люди, чтобы вернулись к своим исконным языческим традициям. Мне кажется, это спасение будет для народов. И против власти, допустим, не надо. Тот же у власти, который стоит, он будет понимать по-другому. Вот мне кажется, вот как-то так. И любовь ко всем. Нет, все проще. Нужно всех евреев собрать и сослать на Северный полюс. И все будет красота, мир будет. Да нет, перестань. Это кто? Это кто? его, Пидорасы, этого эти Алика. пидорасы постоянно воюют. Нет. Алик, тебя когда в твоих этих рязанским сахаром учат... собрать. Тебя когда вас вон в ваших этих рязанским сахаром экспериментируют на вас, это евреи вам делают, да? Да, евреи, блядь. Путин тоже еврей?
По маме еврей, если ты не Американские знал. вставлены. Еврей, ну. Да нет, знаю, может быть, он сам Алик Американские еврей. сионисты поставили, да? Путин. А вы зачем там? Вы что там делаете? Я не пойму, раз у вас сионисты рулят там. У вас Ну, на я какого же говорю, черта нужно с ними там бороться, 140 нужно их миллионов? собрать и сослать за Северный полюс туда где-то. Пускай там живут. И кто кого их должен? Кто собрать кого? А Мы, кто русские, да. сделал? Рязанский сахар. Рязанский сахар кто сделал? Так евреи сделали. Ну. Подожди. Патрушев, Путин, Бортников. Патрушев еврей, да? Это как в анекдоте. Это как в анекдоте, когда он это самый там офицер какой-то. Что это у вас там вырвал, да, сам на себя? А что это у вас там, да? Тот говорит, это рядовой там какой-то вырвал на меня. Я ему какой-то наряд дал вне очереди там за это. А тот потом сзади посмотрел, он вам еще в штаны наложил, вы ему еще дайте там пару нарядов вне очереди. Евреи это нацисты, фашисты, убийцы, блядь, ну. И с ними нужно поступать, как они со всеми. Если бы не было евреев, я не знаю, где была бы Россия вообще. Так, ушел отсюда со своим этим. Да. Эрхос Вешори, давно надо было выкинуть его. Евреи виноваты. Патрушев еврей, получается, да? Не сошлете, евреи будут вас, отправлять на концерт Кобзона. С евреем больше шутить никто не будет. Да, еврей, штабош, улё, поджилет. Если в кране нет воды, значит выпили типа они, да? То есть вот эта психология, да, когда это самое, не могут сами ни кран свой починить, не могут ни в ЖКХ обратиться, ни ЖКХ поднапрячь, да, там, ну давайте, что вы там сидите, там, не это самое, ни сантехников, ни пятое, десятое, а вот так будут сидеть и каких-то в воздухе витающих евреев обвинять. Вот бы, если бы не евреи. Видел момент, когда в Казахстане евреев для официального визита еврейского народа, посла, или не помню, какого-то министра, вывесили вот эти флаги рядом с казахстанскими, и там в интернете, началось. Извините нас, наши братья-палестинцы, эти не по нашей вине. Это наше руководство тоже, кафиры. Пост чук, там был 1000 лайков ботами накрученных. И вот это крутят, ретранслируют. Да, этот приезжал же, Нетаньяху приезжал. Куда он? В Астану? Даже сами, я думал какой-то... Ну, там просто вывесили вот эти с еврейским флагом, казахстанский флаг просто... Да. Когда приезжают, просто вешают. Это везде так должно быть. А там, сидят в интернете, накрученные ботными лайками. И извиняются перед Палестиной. Извиняйте нас, это не мы. Это наши кафиры, это руководство. Представьте, какое дешевое шапито вот это. Палестинцы, наверное, читают, думают, ну вас прощаем, братья казахи. Они сами там Хамзата Чимаева ждут, когда он их спасет, приедет. Вот эти вот так и будут ныть постоянно, да, там, евреи для них всегда виноваты, евреи. Он его... Будет кто-то насиловать, да, там насильник какой-то, осуждаю. Он будет, сидеть, наслаждаться этим, да, не дергаться, дышать ровно и при этом там кричать «Евреи!». Слушай, пропаганда, я чувствую, пришел пропаганда тут прогнать. То грузины, да, и вот эти будулаки как раз им точно 100% их братья, да?
Вот какой-то этот залезет сюда, да, этих будулаков, их полностью как бы управляет ими, да? Да. Надо у каждой нации брать хорошее, учиться друг у друга. И тогда, наверное, будет все нормально. Вот когда люди научатся каждой нации брать хорошее, это прекрасное время наступит. Может быть, это не наступит никогда, но я надеюсь. А пока вот эта пропаганда идет, сталкивание лбами, этот виноват, это человечество точно не доживет. То евреи виноваты, то узбеки, то таджики виноваты, то кавказцы виноваты, там жить не дают им, получается. Ты не хочешь работать дворником, приехали тебе работают дворником за копейки. Радуйся, сидишь вот убрано, прибрано. Сами насрут, ты там ни хрена не убирают, даже собак выводят, блядь. Ты что с собакой занимаешься, если она, блядь, всюду гадит? Ты за ней Все подземные переходы и все эти подъезды полностью засрали там сами там. Обаму еще обвиняют. Обама виноваты у них, получается. Это... Зайдешь там, по всему подъезду цветы, все всюду покрашено, там красиво там выставлены какие-то подставки, цветы стоят там. Ну, короче говоря, там и в некоторых местах и книжки лежат, там, если выходишь, чтобы мог почитать, пришел, потом положил книжку. Приятно зайти в подъезд. В Москву ездил, там заходишь в подъезд, там с первого по второй этаж мочой там воняет навсюду. Ну, мне кажется, вот эта Россия почему и страдает, потому что они свои корни все позабыли. Это целенаправленно сделали, чтобы они вообще забыли свои корни. В России же, как правило, там многонациональные народы проживают, если так разобраться. И сделали они так... делают, значит, все делают для того, чтобы они свои корни забыли. Там у них вот надо, россиянином стать надо, ты свои корни должен забыть. Нет, ты, чтобы многонациональный был, языки там, 4 миллиона, 5 миллионов почти украинцев проживает. Я огорчу вас, да, потому что там корней вообще-то ни хрена, я извиняюсь, нету ни у кого. Если к каким-то корням обращаться, то это к украинским можно единственно. Нет, там же есть. Там много. Вот в Пензе проживает коренное население. Там есть мордва, есть тувинцы, есть там их 250, что ли, сколько национальностей. Просто всех объединили. Они их всех делают россиянами, делают. Да. Языки там развивать, чтобы какие-то помогать там, учебники, чтобы создавали, писали. Вот смотрите, давайте так, вот допустим, мы все время думаю, сделали так, да, но давайте возьмем, к примеру, Америку, да. Я не буду говорить, конечно, там есть пакости валом, но одна из передовых стран, все стремятся там жить. Вот если взять, там тоже национальности как бы размыты, люди забывают, какой нации, корни свои забыли. Весь, грубо говоря, собрался весь сброд человечества туда ехал. Авантюристы, аферисты. Индейцев там замолотили, загнали, насколько я так понимаю. Может быть, даже и нет. И вот представляете, это мировая держава. Вот тут какие нонсенсы. Вот Россия может стать мировой державой. Что надо сделать? Тогда сами Казахстан и все... Почему? Потому именно как раз таки вот эта культура, она не даст. Нет, какая культура в Америке? Вот если... Там нормальная культура. У них штаты есть, свои штаты. В каждом штате свои законы, и люди придерживаются этих законов. Там например, здесь... Самая главная культура – это демократия, когда люди там не считаются рабами, себя не считают рабами, ни других не считают рабами. Как бы человек, он имеет вес, и каждый там человек, личность, они
люди. Ну, не только в Америке, вот здесь, в европейских странах то же самое. А эти им вообще, вон их пачками куда-то в Украину, под дроны, куда угодно, там, в собственных домах, рязанские сахары им устраивают. Они сидят там, ничего, я не знаю, это там, тут меня хотят запутать, короче, барин лучше знает, короче, я молчу. Ой, не знаю. Вот как образумить вот это все оголтелое общество? Свободно можешь пойти оружие купить, у них на руках больше оружия, там, я не знаю, там у каждого в доме по три разных видов оружия. Да. Нету ни одного дома, где чтобы оружия не было. Там свобода. И свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Закон действует. Еще же классики писали, что в России две беды, да? Дураки и дороги. И так далее. Ну вот 6 триллионов заработали они на нефти, на газе, там, лес, алма. Наворовали там, получается, плюс еще официально 6 триллионов заработали. И где эти деньги? Во что они вложили? Даже гвозди сами производить не могут. Нету у них, в Китае закупают. Да, Китай, конечно, это тоже интересно. Им мешают имперские замашки, им мешает вот это вот, знаешь, шовинистический вот этот вот настрой, отношение ко всем остальным. Им мешает там большая коррупция, да, коррупционная составляющая. У них законы не работают, которые они принимают, понимаешь? Они вот как бы себя... Это не правовое, да, государство в том плане, как все мировое сообщество это понимает. Потому что там они могут там нарушать свои законы, свою конституцию, переписывать и так далее. Это все мешает им быть как бы мировой державой, да, в том плане вот... Нет, вот я с этими пассажирами общался не раз, да, вот на таких площадках. Только за счет ядерного они все пытаются втюхнуть тебе, что вообще в мире нигде нету свободы. Потом начинают примеры приводить. Ты можешь там пойти там своровать что-то или что-то сделать? Нет, не могу. Вот видишь, ты же ограничен в свободе. У них в башке там вообще что такое свобода, то есть они это представляют вот как царь, да? Царю можно кого хочешь загасить, съесть его, все что угодно сделать, и ему все проходит. Остальные все вокруг него там присмыкаются. Вот это они считают свободой. Вот эту вседозволенность. То есть там даже не понимают, что такое свобода, когда ты человек живешь и не нарушаешь границы другого, его свободы. Нет, и вот так сосуществуют люди. Помимо свободы еще должны законы работать, да? Если в какой-то там цивилизованной стране, там, пускай это будет президент там, или премьер-министр, сделает что-то, ну, какой-то состав преступления, да, его там свободно могут осудить. То есть суд над ним произведут, да, как над любым рядовым гражданином, да. А в некоторых странах, ну, это невозможно, да. Допустим, в Америке могут там привлечь даже президента, да, если он что-то сделает. Или там в европейских каких-то странах. А в России, мне кажется, и в ряде других стран это как бы невозможно, да? Да. Это еще есть менталитет нации, определенный менталитет, когда, допустим, младший не может взрослому открыть свой рот. Нет, менталитет возможно, это другое. Кыргызы сколько раз своего президента свергли. Собрались всем народом, Белый дом атаковали. Ну, да, я имею в виду, менталитет здесь отношения никакого не имеет, в том плане, что ментальная составляющая это чуть другое, да, это воспитание, культура там как бы, да. Если есть закон, и закон работает, то есть закон должен работать и для простого там гражданина, обычного рядового, да, для дворника, и вплоть до президента, да. Ну, то есть... Если законы не работают, если есть коррупционная составляющая, если кому-то можно воровать, а кому-то нельзя воровать, это уже все, как бы, это разлагание идет, да, общества, и государства, и всего остального.
Я согласен, конечно. Но как так произошло, что вдруг вроде на одной планете живем, и получается, что ноги, руки у всех одинаковые, башка одинаковая? Не произошло, всегда так было. Вот в ряде стран так было практически всегда. Так надо менять же. В Европе, смотри, он, например, президент или там премьер, он на велосипеде ездит на работу. Возьми европейские страны там. Вот Финляндия вот так же вот. Если там где-то что-то тебя поймали, что ты там где-то что-то украл чего-то, все, ты уже, дорога в политику тебе закрыта. Там журналисты работают, копают, там законы работают. И Да там вот нету такого, что воруют. Если тебя поймали, тебя и посадят тебя, во-первых, там. И никогда больше ты в политике ногой где-то близко не подойдешь, получается. Ни на какую должность. Там стыдно, получается, быть вором быть. Нет, там подход у них другой. То есть президент это менеджер, да, которого народ избрал, чтобы он выполнял свои функции. Да. Вот он, дальше, в следующий срок, если народу не понравится его работа, убирают его, выбирают другого человека, да. А в ряде стран, как это происходит? Царь сел на трон и как бы, и до конца, да. Есть составляющая вот это ислам немножко, он как бы подпорчивает, когда в исламе нельзя правителя обсуждать, осуждать и т.д. и т.п. Слушай, Алексей, а вот в истории ислама было столько переворотов, столько... Немножко, это очень мягко сказано, немножко подпорчивает. Смотри, Ибраим, смотри, за всю историю ислама, да, вот как бы вот, сколько было там переворотов, монархий, там, меняли одних, ставили других, там, травили. То же самое все было, как в европейском... Там как раз таки только кроме переворотов ничего по-человечески не бывало. Нет, да, я имею в виду в то время, это и в Европе было, да, и дворцовые вот эти перевороты, все. То есть эпоха была такая, да, как бы. А сейчас, да, сейчас как бы исламские страны, там у них больше монархии, да? Как бы. В эпохе, в цивилизованном мире прошли вот этот вот эволюционный барьер. То есть в мире вот цивилизованные народы сегодня, они сумели перешагнуть вот это. А в исламском мире и вот в России, вот в таких вот странах, да, там еще, к сожалению, люди как бы не созрели. Вот этот барьер, вот этот эволюционный такой процесс, он еще не пройден. Номинально же монархия в Европе тоже осталась. В той же Великобритании там и так далее. Номинально это ерунда. То есть это как бы там для красоты, для как бы... Поддержание культуры, да? Да, абсолютно там ничего подобного нет. Имеется в виду в реальности, да, что там какие-то короли, они имеют какой-то вес. Да. Удивительно. У нас в Казахстане, например, да, раскопки ведутся таких городов, которые Чингисхан разрушил. Там, канализационные трубы, бани. И вдруг в один миг все это разрушивается, и такой упадок начинается. И приходим мы к такому, что сейчас элементарщины нету, грубо говоря. И смотришь, вот у нас золотой человек, одного откопали, второго, могильники, когда раскапывают, такие ювелирные изделия делают, делали, что это поразительно. И даже в Иране, в Ираке какие цивилизации были. Почему вот это? Наверное, бывают цивилизационные подъемы, падения. Нам, наверное, надо выждать какой-то момент, наверное, это все как-то придет. Сейчас тоже это все есть. Просто понятно, что раньше там в Риме, допустим, там и дренажные установки были, да, дренажи были там в Римской империи тоже это все было, да. И у греков там свои были, да, эти моменты. То есть цивилизация, да, того времени. И сейчас она тоже есть. Просто если смотря куда мы смотрим, что мы берем, да, если там Россию берем технологически, конечно, она отстает. Там какие-то страны там технологически там впереди там планеты всей, да? Что бы мы сейчас не ковыряли, вот единственная в мире существующая система выбора власти, возможности участвовать как бы всем народам в каких-то политических процессах, это только демократия.
понятно, что это не идеальный механизм, что у нее есть свои негативные какие-то моменты, но лучшего, как говорится, цитата, да, человечество еще не придумало. Поэтому все будет как бы крутиться вокруг этого. Пока вот эти вот люди, не прошедшие эволюционный вот этот вот процесс, да, еще не цивилизовавшиеся, скажем так, они будут всегда буксовать там где-то сзади. Ибрагим, ты как бы, ну, демократ, да, по взглядам? Ну, ты бы вот в демократический строй там или там какие-то там процессы, да, там процессы выборов и так далее, какие бы коррективы внес бы? Ну, ты же как бы говоришь, что механизм не идеален, да? Никакие, ничего, невозможно ничего внести нового в демократию. Демократия – это диктатура большинства. Ну, или же народовластие. У него два значения. У нее демократия. Ну да, демократия. Народовластие, когда народ сам участвует в политических процессах своей судьбы, государственной, там, политической. И второе ее название – это диктатура большинства. К сожалению, всем угодить там не получится. Но это тоже решаемо, потому что смена власти вот, в демократии – это как бы один из тоже важных ее моментов. Да? Когда кто-то хочет вот так, потом он имеет право со временем, может и его какое-то мнение выиграет, да, там. По-другому просто, других каких-то механизмов нет. Не, вообще пока человечество не придумало ничего лучше. Вообще вот эта смена власти – это хороший как бы инструмент, да, потому что как бы люди не засиживаются там на своих должностях, да, и как бы, а ты же понимаешь, чем больше ты сидишь, тем у тебя связь с реальностью теряется, и ты как бы начинаешь там чудить, да, так скажем. А так у тебя есть определенный срок, ты отработал, и все, и ушел. Потом пришел другой человек с новыми силами, с новой энергией, да, тоже отработал, внес что-то свою лепту, да, и ушел. И так далее. Ты не успеешь за маленький период, 4 года, воплотить все свои планы. Во-первых, пока команду подберет, потом пока... Ну смотри, Алексей, а если вот ты вот 4 года отработал, и народ увидел твои плоды, да, то есть понравился народу, вот как ты работаешь, они тебя дальше выбирают, и ты дальше работаешь, да. А если, конечно, ты там сидишь и как бы там уже управляешь народом, всем... Ну да, ну, как бы стемнеет мозг. Ну, видите, пока вот в этом цивилизованном мире, о котором мы говорим, который не идеальный, но в котором это работает, скажем так, берем европейские или западные там, государства. Там 2 срока. То есть это как бы уже чужой опыт, неплохой. 1 срок это изначально, и еще 1 максимум это можно то, что дополнить. Все, больше там нету. Теперь перенесемся в другие места, где по 10 сроков, по 12, ну, образно говоря. Не по 10, а где вообще нету сроков, да? Бессрочно. Да, где вообще обнуляют Конституцию, например, как в России. В любое время могут обнулить. Британию, как вы скажете, вот монархия, конечно, до того, как стало у них. Правила нормально, сколько колоний хапнуло. Не понял. Ну, Британия же там... они этот путь прошли, эволюции, так скажем. У них монархия неплохо правила и несменяемая власть. Убрали монархию, минимальная она стала, получается, номинальная, как ее там говорят. Ну, номинальная, да. Но до этого, пока они колонии не порабощали, не продвигали все это. Вот это все, что сейчас у них есть, мне кажется, это фундамент их бывшей монархии. Это отголоски идут, вот они сейчас как проживают. Ну вот в Германии тоже монархия была. Мне кажется, это ментальность человеческая. Я обратил внимание, вот когда были всплески в Белоруссии, люди вставали без обуви на скамейки, стелили газетки.
требования. У нас в Казахстане совсем наоборот происходило. Все зависит, мне кажется, от ментальности человека. Вот что-то. И мне это хорошо. Пусть каждый останется в своем характере, пусть каждый останется своим темпераментом. Просто модель европейская для, допустим, Чечни или Казахстана абсолютно не подходит. Надо какое-то свое вырабатывать. Почему? Почему не подходит для Почему чеченцев? это не Как раз подходит? подходит. Ну, я же говорю, ментальность совсем другая. Не, если мы говорим о культуре, то культура, она может, да, разниться. То есть Так вот, какое-то все база же поведение- основана на культуре. Я не думаю, Понятно, но что в Праге или в Германии, когда заходит пожилой человек, все встанут и будут здороваться. да, такого там нету. Но оно Или бы в не автобусе мешало. уступают Если бы- место. Да, если бы такое даже было бы, оно же бы не мешало бы Праге. Оно бы... Но этого нет, значит, мозги если- шарят по-другому. Олег, Нет, Олег, это не шарят по-другому. Это просто Да? механизм, да, там, конструкция, скажем так, государства, которая основана на демократии. Когда люди участвуют в выборах, есть смена власти и есть механизм, который в случае там вот этой, как он называется, захвата власти, узурпации власти, который тоже работает, и это можно предотвращать. Вот когда этот механизм устанавливается, там уже работают вот эти вот. Понятно. Все. Вот смотрите, если будем брать демократию, ну, это европейский вариант. про форму управления, то есть не про культуру речь идет. Нет. Вот разве это не взаимосвязано, культура и форма управления? Допустим, если взрослый мужчина, он управляет, то молодежь, как она может голосовать и говорить демократично, ты нам не устраиваешь нас? Мы хотим другого. Как молодые, которые избиратели, могут против этого взрослого человека что-то там говорить? Вот я не оспариваю ничего, просто чисто так, для размышлений. Нельзя, а что нельзя говорить? Если Нет. он не справляется, там, что нельзя говорить? Можно Конечно, говорить. политика, если это в политике происходят какие-то процессы, Олег, это надо отделять. Культура, быт, как бы традиция это одно, а форма правления, законы как бы это другое, да. Хорошо, если взрослый человек там совершит какое-то преступление, тогда надо будет его не судить, сказать, он взрослый, как бы, ему там можно как бы поблажки сделать, да, или как? Нет, преступление. Нет, преступление. Вот давайте возьмем семью, маленькую семью, да? Есть взрослый отец семьи. И если в семье это сделать демократию, вот по представлению, говорит, батя, ты такой неправильно, давай я буду. Ну, я просто чисто так, гипотетическое Нет, размышление. Почему? Конечно, в семье должны люди, достигшие зрелого возраста, у которых котелок варит, они тоже бате должны подсказывать, то есть регулировать что-то, батю наставлять, где надо. Это Не, ну поменять его могут? Ну, батю поменять. Нет, ты это не в семье- поменяешь, ты можешь в семье 18 другого лет батю не исполнилось, приведешь, ты там- какого-то ты соседа, там- дядю Васю привести не получится. Вот. Это уже кровные узы. Вот. Когда Если мы я на увижу, что государство- батя плохо руководит, я скажу, слушай, а он там сосед Вася? Блин, у него все хорошо, ништяк. Нет, ты его на семью Это не переводи. неправильное тогда. Это тогда Да. неправильное сравнение у нас получается. Это анархия, да, получается? Что это Не, получается? если ты 18 лет исполнил, ты считаешь, что ты умнее, Нет, ты берешь, президент. идешь себе там, квартиру ищешь и работаешь, получается. Будь Президент, умным, это да, же там. не кровный какой-то батя. Поэтому не совсем уместное сравнение. Да? Ну, может быть, не знаю. Я вот привыкший так, семья, ячейка общества. Вот так вот все время говорили, поэтому... Ну да, но полностью же ты не перенесешь в семья. Это же мать, отец, мать и все их дети. То есть это кровное вот такое близкое родство. А народ это, короче, разные вообще люди, да, там кто-то родственный, кто-то не родственный. Это уже ты не можешь то же самое как 100% спроецировать. Да, ты как-то образно можешь там семья,
короче, процессы какие-то семейные, там, когда всей семьей что-то могут вместе как бы регулировать или, я не знаю, сосуществовать. Но в точности перенести это не получится, потому что мамку тоже ж надо куда-то девать в государстве, королевой какой-то ставить. Просто, наверное, Алекса, вы имели в виду, что европейские ценности, как бы, Кавказам, там, Средней Азии, Казахстану и так далее, не близки, да? То есть это Не близки. Может быть, Япония как-то? Вот я не знаю, ну... Япония, там свой кодекс чести, там самураи, там, да, Так, харакири. подождите. Чем хуже чеченец от самурая? Я не говорю, что хуже. Нет, вот, да. И вот у них же это осталось, их древнейшая вот эта религия. Наоборот, Ну, не знаю, даже- это религия. Я бы, наоборот, даже сказал... Не надо рассказывать, навешивать на чеченцев. У чеченцев, когда еще в Англии никакого парламента не было, у Чечни был парламент. Назывался он Мехкел, туда выборная система, стольки-то дворов там. Не просто там ты взрослый, там старший. От родов избирались, скорее всего. Не просто, у нас не было этих от родов, там такого не было. Лахан, я просто имею в виду, что... В России не получилось. Они первый момент пытались от родов там устроить конфликт между родами. Не получилось, потому что у нас нету. Вот этот род здесь живет, этот род там живет. В Дагестане это возможно. А в Чечне это не получится, потому что ты берешь Аргун, например, город. Ну, село было там, поселок городской, сейчас он город. Там живут разные национальности, разные рода там живут. Берешь там Шали, там тоже разные национальности. Берешь там, где там, Горогорск, там тоже разные национальности. Там нету, вот этот род вот здесь живет, нету такого. Своя башня знает, где она находится. Но так мы не расселены, как в Дагестане. Там аварцы вот здесь живут, даргинцы вот тут живут. Такого нету у нас. То есть в Чечне в одном селе могут несколько городов быть, да? Не несколько городов, а жить с разных родов. Ну, родов, Люди. я имею в виду, разных родов. Да, разных родов живут. Там нету такого, что там один род здесь живет, тот род там живет. А в Дагестане это каким образом ты имеешь в виду то, что там, допустим, будут играть на противоречие народности, да? То есть один народ Ну возьмут... смотри, у вас кумыки отдельные места есть, у них где они живут? Есть? Есть. Даргинцы свои там места есть, где живут, район там. Да, есть. Аварцы где-то живут, у них свои там есть, да, прям чисто села ихние. Да. Есть такое? Есть. Ну так и остальные также так у вас в Дагестане нету, чтобы все там. Я приехал к аварцам, например, Лакис приехал и среди аварцев жил. Нету такого, нету. Не, ну в горах, конечно, там и так, да. Ну у вас вот у вас разделено получается. Где-то в Махачкале у вас, да, там может быть, в Дербенте там у вас может быть, Дербент это, когда вас захватили завезенные с Палестины и Сирии завезенные там, получается, люди живут у вас там. Ты подчеркни, что ты хочешь сказать. То есть вот эти народности, которые там проживают, если вот у них надо будет как раз таки, чтобы с каждой народности был свой какой-то представитель. В Дагестане, я так предполагаю, должно быть двухуровневый парламент, как там, допустим, один это, что принимает законы, там любой может туда избираться, и может верхняя палата там быть, получается, там от определенных национальностей. Процентовка, там да? быть, допустим. Определенный процент разных народностей, да? Да. Вот так вас спасет вас только это. А так вас это не спасет. Просто если выборные будут, какие-то захватили там и вас начнут... Я надеюсь, в Дагестане когда-то дорастут, грубо говоря, да, вот, до того, когда начнут понимать, что нету никакого шариката, нету никакого государственного устройства, модели шарикатской. Нету такого, невозможно вообще. Нигде это так и не было применено в мире.
Да, Вон за 1400 лет. Да, какие-то османские халифаты со всякими рабами, этими ага, паша, там всякие прислужные, придворные. Такое равное общество, оно никогда не получится. Шамхалы, мамхалы, боже, да? Ну, я как бы смею вас, ну, непреднамеренно огорчить, мне кажется, этого не будет, да? Ну, то есть, имеется в виду, вот, мне кажется, вот для Кавказа в целом, это не то, что я так думаю. Убери Россию, ты увидишь там, что будет. Вот именно, вот смотрел, Лохат, смотри, вот, убери Россию, мне кажется, там, наоборот, что исламизируется, да? Еще в большей степени, то есть. Не демократизируется, как вы думаете, а, скорее всего, исламизируется. Ну, это такой образ он поставлен, потому что за этим кто стоит? Откуда литература в Дагестане исламистская? Откуда это все идет? Кто за этим стоит? Вот причем здесь не только же на литературе держится. Там. Люди выезжают, допустим, они же едут не в Москву учиться, то есть исламским знаниям. А кто, да? ты знаешь, что каждый, который едет в этот исламские страны учиться, что у вас на родине есть определенный чувак, который полностью тебе куратор, либо да, кто подтверждает тебе или же запрещает. Когда ты подаешь туда документы, вон туда, в Саудовскую куда-то, они присылают вот этому вашему главному толпой. Это КГБшнику, муле, а толпа огорожена такой можно этого железной. принять или нет. И он потом говорит, можно тебя принять или нет. Ну смотри, Ибраим, сейчас же это не так делается. Сейчас вот люди едут, вот сколько вот... Не-не-не. Смотри, вот нет. Никаких не так. Никаких не так. Это у нас тоже. У нас были два человека. Это был Ахмад Кадыров и Батукаев Шамсуди, который вот этот расстрел устроил там, да, и потом соскочил в Турцию. Вот эти два человека, только они имели право. Любой, который пытался учиться куда-то, да, там подавал документы, они присылали вот этим двум, Кадырову и Батукаеву. И если они благословляли... Ну, рекомендации давали, да? Да, если они как бы позитивно к этому относились, тогда их принимали. Если нет, то нет. Нет, смотри, Ибраим, то, что ты сказал, скорее всего, может быть, имеет место быть. Но учащихся такая масса, да, то есть их настолько много, вот этих, которые едут там получать знания, да, что не только вот этим только вот этими путями они туда едут. Они могут самостоятельно ехать, едут там на хаджи, остаются, потом ходят там по мечетям, там как бы, да, у шейхов там учатся. Есть в Египте, которые учатся, да, есть, которые в Сирии учились, да. То есть там не все так, как ты говоришь, что вот там, да, если официально подавать документы, там, как студент, там, может быть, да, это там какие-то структуры там одобряют, да. А так столько народу туда едет, просто в Египте, да, там в Каире, Александрии, там везде, просто живут, вот ходят по мечетям, там у шейхов, там, тут, на уроки. Я не про тех, кто там просто проживает, там, кто уедет учиться вот в эти вузы, да, там, исламские институты и так далее. Их полностью пробивают, присылают на месте вот этим КГБшникам, они потом заверяют это, и вот так только. Ну, это возможно, да, там на местах, в посольстве кураторы, которые это все курируют, это я соглашусь. Ну, я имею в виду, не только этими путями туда едут, да, туда едут просто другие, просто, как говорится, как партизане, да, вот едут и там ходят, там потом находят шейхов там по каким-то своим рекомендациям и там учатся, да. То есть массу таких людей тоже. А тех студентов, которые там официально устроились, их не так много. Просто так там никто не учится. Еще раз повторяю. Когда ты в вузы, университет, институт поступаешь, там тебе обязательно... Ибраим, сейчас, короче, между Вот Россией... я отучился, приехал, послушай, Пират, ты не понимаешь. Он приехал, отучился там, приехал, он где-то в мечети должен мулить. Его туда не пустят. Не пустят. Если он не подпишет специальные бумаги. А ты что думаешь? Не будет получать.
Вот смотри, все, которые вот приехали, скорее всего, это вот эти, которые в Саудии учились или в Египте, то есть, ну, они не мулят, да, там, в мечетях. Это вот местные вот этого разлива мулят. А этих там близко не допустят. Потому что у них там как бы... Они их допустят, если они пришел, подписал бумагу. Нет, если ты подписал, конечно, есть организация, есть трех букв организация. Если ты там не подписал бумаги, тебе никакую мечеть не дадут. Я о чем и говорю. Мы сейчас тему куда-то сменили. Что я хотел сказать? Что вот это вот чаяние, да, что какой-то шариат спасет там всех, или Россия, или шариат, другого не дано. Вот это вот абсолютное заблуждение, потому что ни Россия, ни шариат никого не спасет. Россия сделает русскими всех в итоге, а шариат сделает всех подрусскими. То есть, опять-таки, под русский сапог всех загонит. Европейские демократические ценности что сделать? Европейские демократические ценности тебе не нужны. У тебя есть свои кавказские, главное тебе их возродить. У каждой народности там есть свои какие-то ценности. И опять не надо к ценностям уходить. Нет, надо так ты же про форму надо модель государства отделять от культуры, от обычаев, традиций каких-то. Религия должна быть отделена. Если вы напрягать будете на религию садиться, никогда у вас не будет никакого государства. Нет, так религия и так отделена. Она же и так отделена. Не. Где она отделена? Ну, где? Вот, где я она тебе говорю. Вот смотри, подожди. В Европе отделена, в Америке отделена, в России отделена. Даже в том же Казахстане, вот Олег... Где тебе сказал, что в России отделена? У вас муфтият есть? Так муфтият же не может... Да, но муфтият же не влияет. Он есть у вас? Как не влияет? Как не влияет? Да, муфтият есть, конечно. Муфти это чиновник, понимаешь? Муфти это чиновник. У муфтия функции заканчиваются только вот внутри религии, да? Он же не влияет на какие-то... Нет, влияет, конечно. Он собрание, ФСБшные собрания видел, когда собирают их, всех туда загоняют, все ваши орденоносцы, военные, министры собирают. И там сидят муфтии ваши, сидят. Конечно, сидят. Но сидит ваш муфти, сидит. Ты говоришь, отделен он. Нет, я имею в виду муфти, это ихний человек, да, это ихний, короче, как бы, ну, в одной структуре они двигаются, да. Я имею в виду, а муфти что принимает какие-то законы, что ли? Или что муфти делает? Ему инструкция присылают каждую пятницу, что он должен болтать. Это по безопасности, да, чтобы какие-то там радикалы... Как муфти что делает? Он полностью вводит какие-то директивы, да? Ну какие директивы? Какие-то религиозные фетвы, да, там выдает муфти тоже. Вот, смотри, Ибрагим, смотри, ты же разумный человек. Вот муфти издаст какую-то фетву. Вот плюю я на эту фетву. Я вот гражданин, живу в светском государстве, да, я вот не подчиняюсь ни муфтию, никому, да, я подчиняюсь, да, грубо говоря, там, российскому закону. Ну, что мне муфти может... Ты можешь не подчиняться, но масса подчиняется. Вот сейчас муфтии говорят, что в Украине джихад. Попробуй сказать, что нет джихада. Нет, я это понял. Причем все это? Я говорю, муфти никакие законы не принимает, никакие, то есть он же не как не принимает? Тебе же объяснили. Он говорит, в Украине джихад. А ты пойди скажи, что там не джихад. Ты завтра ощутишь на себе это. Нет, я это ощутю не потому, что из-за муфтия, понимаешь? Если я это скажу, я это ощутю там от этих, да, как бы, ну, органов определенных, да, там, структур, короче. Причем здесь муфтий вообще? Ну, вот это как... Я говорю официально, вот сказано, что религия отделена от народа. Я-то как бы не сторонник ни муфтия, там, ни правительства, никого. Ты там не подумай, что я за них... Религия не может быть отделенной, когда есть муфти. Муфти – это государственный чиновник. Нет, смотри, что такое, когда религия не отделена.
когда религия не отделена, это религиозные законы, они превалируют, да, над гражданским кодексом там, и так далее, да. То есть религиозный закон, он как бы, мы обязаны его исполнять. Тебе еще раз говорю, Россия завтра ушла, и что будет у вас? Я склонен думать, что будет, скорее всего, вот нечто исламское такое, да. Потому что, почему, я сейчас объясню. Не нечто, а будет исламское, не волнуйся. Да, как да, где? вот. Как где? Нет, я говорю, потому что основная... Какую модель ты видишь? Не, я модель... Как в Афганистане, как в Сирии то, что было, как в Мавритании, вот какую модель ты видишь? Нет, я не берусь говорить за какую модель, потому что я в моделях особо сильно не разбираюсь, я там не был. В Малайзии, например. Я говорю, что... Ну как ты можешь не разбираться в модели, но знать, что точно это нужно дагестанцам? Я вот говорю, это не могу вот понять. я тебе сейчас объясню хорошо. Вот смотри, основная масса, как бы они себя отождествляют, причисляют и так далее к исламу, да? Там верующие, они неверующие, там совершают намаз, не совершают. Я не про это. Но в целом они все говорят, мы мусульмане. И чеченцы, и дагестанцы, и все остальные. Естественно, ну как бы логически даже поразмыслить, я думаю, что они все как бы к этому будут стремиться, да? А то, что... К чему к этому? К какому-то вот исламскому вот формату, да, модели. К чему и какое оно? Как в Афганистане или в Мавритании? Ну, или я в не знаю, Судане? может как в Мавритании, может как в Судане, я уже не знаю. Это Ну, я не знаю. ну как, ну смотри, если Ну, ты я точно, смотри, Ибрахим, я точно уверен, что к европейским ценностям, да, вот модель правления там и так далее, мне кажется, они будут, ну, то есть они не будут к этому тянуться. Ну, европейские ценности, модели, это не европейские, это наследие там всего мира. Вот как автомобили, ты видел, в мире выпускают, да? Да, Кто-то придумал автомобиль, потом начал усовершенствовать, потом у него кто-то перенял, еще начал усовершенствовать, потом еще кто-то. И существуют сейчас разные модели автомобилей, которые друг у друга, ну, грубо говоря, воруют, да? Да. Какие-то технологии. Да. Да, они воруют друг у друга. И это нормальное воровство. Воруют, Да, ну я грубо поэтому сказал. Да. Каждый перенимает. Вот это вот и есть сегодняшняя модель там западного устройства. Я сейчас не говорю о культуре народа, да, где там старшим встают или не встают. Даже здесь, в европейских странах, есть разные культуры. Я часто люблю этот пример приводить. У испанцев коррида, знаешь, такая, вон, с быками. Да, коррида, конечно. Это, да, чисто их культура. В Австрии, если ты такое с бычком сделаешь, тебя засадят в тюрьму. То есть это не работает здесь. Да. И вот так вот у этих стран есть свои какие-то культурные моменты. Это не есть там конструкция, основа государства. Это свои какие-то там культурные, традиционные какие-то моменты. И тебя никто не может заставить свою традицию или свою культуру. Испанцы не могут заставить германцев стать, испанцами, вот эту корриду, там не корриду, перенимать от себя. Эти не могут. Это я понял, Ибрахим. Я имею в виду, что мы же реалисты, да, правильно? Мы же как бы не фантазеры, мы исходим из сегодняшних реалий, да? Вот Лохан говорит, вот если сегодня уйдет там или завтра уйдет Россия, допустим, да? Ну, исходя из сегодняшних реалий, понятно там, что там культура, не культура, исходя из сегодняшних реалий, но мне кажется, что большинство населения там Кавказа, что они будут сетовать за ислам и исламские ценности, нежели там за европейские там формы правления и так далее, да? Да елки-палки, сейчас только мы поговорили опять за европейские. Нет, я имею в виду, мы же говорили изначально за европейские. Ну какие, что такое исламская форма правления, что это такое? Я имею в виду, хорошо, не европейская, пускай будет демократическая, да? Оставь теперь эту европейскую, нахрен, извиняюсь, за грубость. Оставь теперь это все. Он имеет в виду, будет шариат. Нет, это понятно. Объясни нам теперь исламскую форму правления, которую все хотят.
Что это Шариат. такое? Ну вот, наверное, нечто... Понятно, понятно. Ну вот как там будут выбирать халифа? Если шариат, там же халиф должен быть, да? Всемирный, корешит. Ну, или халиф, да, или я не знаю, кто, король, может быть. Да, да, ну у вас на месте должен быть эмир, да, там, или вали какой-то, или султан. Да, вот смотри, в Дагестане. Главный халиф у вас будет сидеть в Саудовской Аравии, курешит он по крови. У вас будет какой-то Эмират, вассал. очередной эмират. Да, вассал современным языком вассал, на исламский лад какой-то эмир, султан, я не знаю, паша будет там сидеть. Ну, И что? И вы будете выполнять то, что вам халиф, да, он оттуда будет говорить. Так, всем сидеть, вы садитесь, лежать, лежите, дай лапу. Сейчас же так и происходит, в принципе. Ну смотри, Ибрагим, если большинство народа это примет как приемлемым для себя, то есть, ну, как бы, и примет... Что это? Давай разберемся, что это такое. Давай. Давай дальше попробуем. Вот смотри, у вас в Дагестане вы хотите выбрать амира, да, или там пашу какого-то главного. Ну, допустим. Как вы это будете по шариату делать? Ну, по шариату вот соберутся все уважаемые люди, там, обладатели знаниями и так далее. Где это сказано, что уважаемые люди соберутся все? Нет, соберутся и выберут, да, кого-нибудь. Где это в шариате? Откуда ты это взял? Суру, хадис какой-то? Или прецедент, что в шариате вот так соберутся какие-то уважаемые люди? Откуда ты это берешь? В шариате, если ты не знаешь, только 3 метода власти, которые нигде не прописаны, ни в хадисах, ни в Коране, ни в... Ты куда-то гуглить, по-моему, ушел, там бесполезно. Я тебе объясню, да. Я тебе объясню. Там есть только 3 механизма власти. Первое это захват власти, когда ты всем по башке надавал и захватил власть. Да. Второе это передача по наследству. И третье это когда какие-то ахлюль хали валь ахди, улемы какие-то, шейхи там, я не знаю, исламские. Ну, авторитетные люди, да. Да, попы, короче, исламские собираются, и они выдвигают какого-то этого. Так я ж тебе это и сказал. Ну, я окей, просто... давай. Понятно. А кто? Я тебе сейчас объясню. Это понятно. Это не отвечает все равно этому. Вот эти попы, кто их будет выбирать тогда? Следующий вопрос. Откуда? Они сами из воздуха вот так появятся, эти попы? Не, ну их, наверное, народ выберет, да, вот. Есть же там среди народа, знают, наиболее... Да, бюллетени, как при пророке, там, бюллетени. Но это я не знаю, как будет. Бюллетени, я так глубоко не заходил про бюллетени. Это ты про бюллетени, выборы, ты лучше знаешь, наверное, Ибрагим. В бюллетенях... Мы это 1000 раз обсуждали. Просто нету никакого шариатского государства, закона, конструкции. Как и нету шариатского автомобиля, как и нету шариатской медицины, как и нету шариатской архитектуры. Нету этого. Это все из области фантастики. Не, понятно, да, вот я имею в виду, я же исхожу из реальности, ну, то есть вот народ говорит, мы хотим вот это, да, ты же им вот там, ты, там, ну, кучка ваших людей. Нет, представь, представь вот то, что эти люди говорят, да, там, шариат, исламское государство. Сами не знают этого, да? Да, представь, вот ты стоишь и говоришь, так, мы сейчас соберем шариатский вертолет. И все спрашивают, подожди, это какой шариатский вертолет, как его, где это? И потом начинают, сначала высосали из пальца шариатский вертолет, а потом начинают думать, так, а как шариатский? Так, давайте посмотрим, как пророк верблюда вставал, с задних лапок или с передних лапок. Если с задних, то, короче, там, начнем его строить с задних, короче, лапок. Если с передних, то с передних лапок, короче. И начинают, другие говорят, не, там не с лапок надо начинать, короче, а
с хвоста, короче, да, там третий еще что-то говорит. И начинают потом драться между собой. Нет, я вот так сказал, ты вот так сказал. Там нету просто никакого изложенного тебе механизма об этом, абсолютно полный ноль. Поэтому говорить, что ты создашь исламский вертолет или шариатский, или создашь какую-то медицину шариатскую, или какой-то компьютер шариатский, это Не, то же мы же самое, про что и форму государство. управления говорим, не про вертолеты. Да, это то же самое. Государство вообще во времена пророка, их как таковых там не было. Вот эти империи какие-то были, там вообще люди с этих пор, короче, там в основном шло все о каких-то духовных, там, моральных вот этих. Потом уже задним числом какие-то разборки. Абу Бакр, вот как пророк умер, да, и после него стал Абу Бакр. Вот туда смотрят все исламский мир. Потому что пророк не был никем избран, он был избран Аллахом. И там никто не спорил за его власть, что он главный, что он там царь. Потом, когда он умер, ничего там нету, да, в исламском мире, чтобы его может делать. Опять-таки мы смотрим просто в легенду эту, да, там, предание. Там ничего не оказалось, никакого механизма. И получается, нам тут нарисовали механизм, что какая-то Айша, жена пророка, сказала, что он ей сказал, что следующий будет Абу Бакр. Но тут Али, который по традиции арабского мира должен был быть следующим, потому что он его двоюродный брат, как бы кровный, близкий человек, и по традиции тех времен он должен был быть. Но Айша сказала, что Абу Бакр. Они потом оттуда начинаются у них разборки. Али, короче, с Фатимой на одну сторону переходят, там, Айша на другой стороне со своим паханом. Потом там опять Али не дают власть, приходит Умар. И вот из этих разборок, да, потом там Усмана ножом зарезали в мечети, короче, на намазе. Потом вот эти верблюжьи битвы всякие. То есть вот эти все разборки, это вот нам, что ли, прецедент. Это никакой государство, ты ничего на этом не построишь. Никакое общество. Нет, ну ты сейчас историю говоришь, да, если в те времена вернуться, и в Европе, и везде, вот, везде были, да, вот эти кипиши, разборки, там, да. Так, там, меня слышно? народ. Меня слышно? Да, слышно. У меня что-то подвисло, мы можем слететь, если что, я сразу запущу потом. Слышно. Не, я... Алло. Я говорю, Ибраим. Алло. Я говорю, Ибраим. Да? Мы же из сегодняшних реалий исходим. Причем вот сегодняшний возьми, нету ни одного государства исламского, где там это нормально проходит. Вот в Саудии что, ненормально проходит? Ну вот Саудия. Нет, в Саудии эти захватили, эти, которые там были. У тебя, как в Саудии, не получится. Знаешь почему? Потому что в Саудии там свои рулят, муллы свои рулят, религиозные деятели, и они полностью подчиняются халифу. А у тебя такого не получится. Ты будешь к саудитам обращаться всегда. Ты будешь у них просить прощения, милостыню, всякие можно, не можно, будешь спрашивать, что можно тебе, что не можно. И, соответственно, они будут тебе... То есть свою программу ты имеешь в виду, да? Будет? Да. У тебя это также не сработает. Вот у евреев, да, мы вот то, что сегодня и часто говорим, у них своя национальная религия. Поэтому их религиозные деятели, раввины там, они... Из их числа. Да, они своему народу все делают во благо. А тут у тебя получается, вон там хуришиты, это ихняя тема, да? А тебе шиш, потому что ты
как бы второй, третий сортный какой-то. И ты не можешь там не рулить, ничего, там и есть кому порулить, и есть свои хозяева. Тебе они будут как этому, там, осуждаю смерду какому-то, да, там, ты сущий глупый, там, туда-сюда. Сейчас, чтобы не блокнули, надо правильно это сформулировать. Ну, короче, этим каким-то третьесортным ты будешь. У тебя так не получится. Ну, это ты сейчас как бы свои предположения, да, или свои измышления. Ну, просто в историю сходи, и в историю даже ходить не надо, и к саудитам посмотри, что у саудитов там. Да, что ты хочешь там у саудитов позитивного, у иудеев? Нет, я не говорю у саудитов У позитивно. них что там есть, какое-то свобода слова, какое-то равенство. Ты вот так, как они хочешь, что ли? Нет, мы же про шариат говорили, да, мы не говорили там свободу слова и так далее. Вот когда вот Лохак мне говорит, вот где там всегда... Нет, я тебе что хочу, ты как здесь сейчас сидишь, разговариваешь в интернете, да. Ты при саудитском халифате не сможешь вот так сидеть и что хочешь говорить. Вот то, что мы сейчас размышляем, да, тебя сразу, ну иди сюда, зиндик, короче, сразу за ухо возьмут. Ты что это вздумал, короче, там какие-то политические эти вещи, что ли, против Аллаха. Я понял, как фитнес, да? Да. Возможно, да. Но я просто тебе что хочу сказать. Это вот мы сейчас ударились там в саудиты, там афганцы, там это все понятно. Я тебе в целом говорю, вот, да, вот Лоха говорит, вот Россию убери и все, да, вот я говорю, Россию убери сегодня, вот, мне кажется, что вот, скорее всего, так и будет, что более исламские движения начнутся здесь, нежели там какие-то там демократические и так далее, да. Это, ну, я так думаю, и Лохак со мной тоже как бы согласился, да. Он говорит, не то что, а вот на самом деле так будет. Ну, и вы сами все это понимаете, да, вот, Ибрахим, я понимаю, что, ну, как бы, даже вот в процентном соотношении... Ничего я не думаю, я по-другому думаю. Я думаю, что... Я просто знаю, откуда вот эта религиозная тема к нам идет и пришла, и нам навязывается, да, мы же Ну, вот ты здесь думаешь, даже... это с Кремля, да? Я не думаю, я вижу, как даже сюда нам всякие товарищи в погонах залезают и пытаются нам навешать это дело. Я вижу, как официальные их средства массовой информации работают усердно, усиленно, да, там, со сверхурочными, со всеми, чтобы вот эту тему... Их средства... К террору, призывают к террору, короче, всяких этих наштампованных ими исламистов. Это вот так вот оно и работает. Понятно, что я сейчас не говорю, что на 100% это все исчезнет, потому что эту тему, да, если народ не образумится, там, не будет самообразовываться каким-то образом, немного информационно вот так вот не вырастет, да, то если даже там русских принудят следовать международному праву, там, новому, скажем так, да, там, каким-то этим, скажем так... Ну, соответствующим, да, вот международным... Этим. Ну да, вот новым, которые нам в будущем, все-таки без которых мы не сможем, мир не сможет рано или поздно, да, их нужно будет принимать. И им придется следовать. Ну и даже если там они последуют этому, то найдутся те, кто и все-таки не будет этому следовать, да, и они тоже могут использовать этот механизм. Поэтому общество нужно, как бы, чтобы выросло от этого. Ну, видишь, если вот, допустим, ушла империя, да, это же тоже своего рода демократия. Если народ скажет, вот мы выбираем вот такой путь. Вот большинство, 99% скажет, мы выбираем другой путь, да? Вот это определенно. Что ты можешь им как бы возразить или что? Ну, и ты когда понимаешь, будет что... сложно. Да. Это будет сложно, если народ не
просветить, если он не самообразуется, не образумится, то это, да, есть такая вероятность, что могут и в это болото сесть. Катастрофа будет. Катастрофа будет. Плохо, ну ты для- понимаешь, если я не говорю, что завтра как будет, да, может быть, до завтра, там, да, там 20, 30, 50 лет, может быть, вы кого-то будете, там, как ты говоришь, просвещать, там, образовывать, да, и там какое-то деление народа получится, да, там, на две половины, да, там, одни такие, одни такие. Вот мы стараемся, чтобы убрать это дело. Ну, Чтобы не было. Это деление делает религия. Вот эта религия делает деление. Ну, в Мы хотим сегодняшних это убрать. Да, ну вот в сегодняшних реалиях, вот если вот ты прям говоришь, вот, грубо говоря, завтра там уйдет империя, да, ну, вы прекрасно понимаете, что, то есть, ваши вот эти вот, как бы... Ну, Ничего мы прекрасно не понимаем. Мы понимаем, что они уже нагадили достаточно там, и что нам нельзя никоим образом допустить, чтобы эти исламистские группы до оружия дотянулись. Вот это нам нужно полностью предотвратить. А для этого нужно просить поддержку у тех, кто имеет, короче, на первое время возможность, скажем так, стать на ноги, да, там. Таких прецедентов есть до хрена в мире. И вот даже недавние какие-то прецеденты. Я имею в виду там протекторат, да, вот такую поддержку какую-то. ну, я понял, как Косово, допустим, да, вот, то, что... Да. Да, я понял. Без этого, как бы, раз, вот так вот, если после развала Совка у нас все государственные институты были на местах, то в нынешней обстановке, когда там все разрушили, каких-то собрали полоумных, каких-то самых этих преданных, самых, и посадили туда, и не развиваться, не образовываться, короче, вот это всех образованных каких-то и так далее, их куда-то сдвинули на задний план, посадили вот это своих, уничтожили все фабрики, там, заводы, чтобы самостоятельно там государство могло как бы само себя содержать. Все это поломали, да, в этих условиях, это надо будет все на ноги ставить с чьей-то поддержкой на первое время. Это тоже понятно. Не, ну понятно, какие-то инвестиции нужны, там это все понятно, да, это экономику поднимать как бы. А что вот с народом делать, который вот будет говорить, вот если вот мы это хотим, да? И как бы это уже будет слушать. Пока вот этот народ, это опять-таки возможность, нужно просвещать, чем мы, кстати, пытаемся заниматься и намерены это делать. Успешно или? Ну, как видишь, успешно. Достаточно, относительно успешно. При самых минимальных там этих ресурсах там и возможностях. Ну, все равно это, даже с натяжкой, если назвать, это капля в море, да, там. Ну, никакая не капля в море. Капля в море, такого нет. Во всяком случае, уже общество, помимо, короче, там полностью стеклянноглазых, которые пересекли точку невозврата или заинтересованных каких-то говнюков, какая-то вот часть все-таки общества просыпается, она как минимум задумалась о том, что происходит. Но в любом случае брешь уже пробита. Понятно. Так, друзья, я уже как бы весь день на ходу, скажем так. Может уже завершать это дело.
Если вы не против, я уже как бы к завершению пойду. Так что вот такое дело, Пират. У Не нас говорю, не то, говорю. что 4 года назад не могли Представить. даже подумать там, да, или кто-то высказать что-то не мог. Сегодня эту брешь все-таки пробили, и это табу Не, ну вы, сорвали. ну смотри, Ибраим, вам-то это высказать и как бы это подумать, вы могли и 4, и 5 лет назад, все-таки вы там находитесь как бы ну, в Европе, да? Не могли, не могли, не могли. Вы не могли это сказать и не ничего сможете. не могли. Нет, это все происходит своевременно. Опережать какие-то события никто не смог, не мог. Не, я понял. Я имею в виду, все равно в Европе подобного рода высказывания и так далее, ну, это легко дается, да, нежели, допустим, на Кавказе. Ну, конечно, там в русской оккупационной системе не то, что это вообще пикнуть, а по какому-то инакомыслию не получится. Это Да. понятно. Нет, я Поэтому думаю, вот нам Всевышний Аллах дал такую возможность. А ты докажи, что не Аллах. я ничего тебе доказывать не собираюсь. Вот у нас поэтому есть такая возможность. Вот европейцы нам дали такую возможность. Вот обстоятельства такие. Не, Ну, европейцы- другими словами, а ты докажи, что не Аллах, пожалуйста. Только, естественно, не черный камень, который в этом в Каабе, а Создатель, например, дал такую возможность. Все. Я просто знаю, что мне вот еще интересно. Ты несколько раз я спрашивал, ты говоришь на 72% мусульманин. Да, вот я вот это не могу понять, зачем ты так говоришь. Ты скажи, да, не мусульманин. Я просто там... Я не хочу, я и говорю, как есть. А ты докажи, что я не мусульманин. Во всяком случае, с тобой я могу поспорить. Так, друзья, ладно, я уже, наверное, закругляться буду. Машу, все оставайтесь, пребывайте, будучи свободными. Машу. Благодарю там за подарки, всем благодарность за вот эти тапы, лайки, за хорошие пожелания, комментарии. И всем матершинникам, включая вот этого Сируна, который здесь обсирал все. Амин, обратно, короче, отсылаем.